Так, нас слышно? Доброе утро, коллеги. Начинаем наш круглый стол, работу круглого стола по вопросу, который достаточно актуальный на сегодняшний день. Это причины и условия, способствующие совершению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, профилактика данного вида преступлений. И перед началом работы круглого стола мы предоставляем слово Наталье Владимировне Якимовой, исполняющей обязанности министра образования и молодежной политики Республики Коми.
Спасибо, Наталья Владимировна. Уважаемые коллеги, мы начинаем работу нашего круглого стола. Действительно, как сказала Наталья Владимировна, это очень важный и очень сложный, непростой вопрос. Но нам хотелось бы понимать, что без взаимодействия, без совместных усилий служб профилактики, учреждений здравоохранения, образования, общественности, нам проблему эту не решить. Поэтому на сегодняшнее мероприятие, на наш круглый стол приглашены представители служб, и хотелось бы их всех назвать. Итак, в работе круглого стола принимает участие Костромина Оксана Владимировна, медицинский психолог Коми республиканской психиатрической больницы. Помашите, Оксана Владимировна. Принимает участие Баданова Елена Викторовна, старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, майор полиции. В нашем мероприятии будет принимать участие и председатель общественного совета при МВД по Республике Коми Киселева Галина Викторовна. Ипатова Галина Ивановна, психолог отделения охраны и репродуктивного здоровья Коми Республиканского перинатального центра. Логинова Елена Авенировна, педагог-психолог отделения психолого-педагогической помощи регионального центра развития социальных технологий. И на нашу встречу на круглый стол приглашен Стыров Максим Михайлович, священник храма святого благоверного великого князя Александра Невского Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви. Поэтому мы всем участникам нашего круглого стола желаем успешной работы. Надеемся, что по окончании круглого стола этого мероприятия будет принята резолюция, в которой будут отражены основные поручения, основные задачи по решению данной проблемы. Эта резолюция будет доведена до образовательных организаций и всех заинтересованных лиц. Поэтому мы, уважаемые участники, просим ваши вопросы, ваши предложения в резолюцию записывать в чат, обращаться к нам. Мы обязательно будем учитывать и ваше мнение и пожелания. Успешной работы, и я слово передаю модератору, руководителю Республиканского методического объединения педагогов-психологов Живиловой Юлии Валерьевны. Доброе утро, коллеги. Немножечко так припущу масочку, чтобы было меня слышно. Сегодняшняя тема определена решением Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. Это мероприятие возникло именно благодаря тому, что инициировала именно эта организация данный вопрос и данную проблему. Обсуждать мы ее будем в тесном кругу, и вы часть этого круга, поэтому задавайте, пожалуйста, ваши вопросы в чате докладчикам, которые будут сегодня выступать и говорить о статистике и о тех проблемах и причинах, которые в этой области мы с вами имеем. Еще раз обращаю внимание, что к тем материалам, которые у вас есть, прикреплена и резолюция, проект резолюции. Туда вы можете от руки записывать все ваши мысли, которые возникают в процессе слушания докладов, и нам присылайте либо по электронной почте отдел pps@mail.ru, либо можете в чате записать все, что вы хотите от нас услышать. И ту помощь, которая
желательно будет с нашей стороны, со стороны всех министерств и ведомств, которые сегодня присутствуют при обсуждении вопроса половой неприкосновенности несовершеннолетних. И для того, чтобы нам погрузиться немножечко в эту тему, я предлагаю ознакомиться со статистикой, а статистика будет исходить от представителей психиатрической больницы, от МВД, и слово предоставляю именно пока товарищам из Минздрава, которые нас познакомят со статистикой по случаям жестокого обращения и насилия, и в том числе сексуального. Пожалуйста, Ольга Владимировна, медицинский психолог. Оксана Владимировна, медицинский психолог Коми республиканской психиатрической больницы. Пожалуйста, вам слово. Всем доброе утро. И погромче. Меня, зовут Оксана Владимировна, представляю Коми республиканскую психиатрическую больницу. И коротко ознакомлю вас со статистическими данными за 2019-2020 год. В наше подразделение за 2019 год было одно лишь обращение за помощью несовершеннолетней, в отношении которой были совершены действия сексуального характера. Девушка получила лечение у психиатров и психотерапевтов и в дальнейшем прошла, конечно же, стационарное лечение. В амбулаторное отделение судебно-психиатрической экспертизы на базе ГУК РПБ за 2019 год было проведено 48 экспертиз в отношении несовершеннолетних, которые подверглись жестокому обращению, а также действиям сексуального характера. Из них по факту действий сексуального характера было проведено 26 экспертиз. За 11 месяцев 2020 года диспансерное отделение и стационарное отделение нашей больницы обращений по данной проблематике не было. Но в амбулаторное отделение психиатрической экспертизы было проведено 39 экспертиз, из них 27 экспертиз именно по факту действий сексуального характера. Эти данные, конечно, лишь малая часть, которая существует у нас на данный момент, потому что больниц у нас много, и обращения в другие больницы тоже есть. И чаще всего, что насилие, и в том числе насилие сексуального характера, оно приводит к дальнейшим более серьезной проблеме у подростков и у детей, это как суицидальное поведение и суицид. В принципе, у меня все на данный момент. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо, Оксана Владимировна. Вопросы? Тогда мы послушаем статистику от Елены Викторовны Бадановой, старшего инспектора по особым поручениям Министерства внутренних дел. Уважаемые участники круглого стола, добрый день. Действительно, тема, которую мы подняли, очень важная. И мы понимаем, что в Республике Коми делается очень много для решения этой проблемы. Я начну со статистических данных, потому что то, что вот мы имеем, от этого никуда не деться нам. В этом году в следственное подразделение поступило 525 сообщений о преступлениях данной категории. И по результатам их рассмотрения возбуждено 141 уголовное дело. Большинство уголовных дел возбуждалось по фактам совершения преступлений на территории городов Сыктывкара, в том числе Эжвинского, Сыктывдинского района, города Ухты, Воркуты, Печоры, Сосногорска, Усть-Кумского района. Потерпевшими от преступлений признано 115 детей. Из них в возрасте до 1 года 1 ребенок, от 1 года до 5 лет 6, от 6 до 10 лет 17, от 11 до 14 лет 30, от 15 до 17 лет 61, и по 79 преступлениям потерпевшими являлись несовершеннолетние женского пола, по 36 мужского. От преступных посягательств погибло 4 детей. И приведу примеры. Так, в производстве следственного отдела по Усть-Куломскому району находилось уголовное дело
по обвинению гражданки в совершении преступления, предусмотренного статьей 109, которая во время сна на диване придавила частями своего тела грудную клетку и живот своей грудной дочери 2019 года рождения, перекрыв доступ кислорода в органы дыхания последней. И в результате указанных неосторожных преступных действий ребенок скончался на месте совершения преступления. И значит, вывод такой, что уголовное дело было направлено в суд и вынесен был обвинительный приговор. В производстве следственного дела по городе Воркуте находилось уголовное дело по признакам тоже статьи 109 по факту смерти в реанимационном отделении Воркутинской детской больницы двое малолетних детей 2014 года рождения и 2016 года рождения, которые были доставлены туда после пожара в квартире. Причиной смерти детей явилось отравление угарным газом. В период совершения преступления мать детей и ее сожитель спали в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Причем ранее эта семья также состояла на учете, и значит, имелись все сведения в банке данных о этой семье. Ну, уголовное дело также направлено в суд. В городе Усинске значит, было совершено по факту нарушения, значит, управлял автомобилем, значит, получается, по неосторожности смерть двух или более лиц, в том числе несовершеннолетнего. Но это как бы дорожное, в результате дорожно-транспортного происшествия. Анализ сообщений материалов уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, показал, что основными причинами совершения преступлений в отношении несовершеннолетних являлись: первое – это злоупотребление родителями алкогольной продукции, в результате, когда на почве возникали семейные конфликты, в которых потерпевшими становились дети. Далее, ложно понимаемые воспитательные цели физического наказания детей, длительные неприязненные отношения между несовершеннолетними лицами, с которыми они проживают, а также бесконтрольность детей и подростков со стороны родителей, которая в некоторых случаях граничит с равнодушным отношением к судьбе ребенка. Неосмотрительное отношение родителей в случаях оставления малолетних с малознакомыми лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. И получается, что особенности детской психологии, которая заключается в чрезмерной доверчивости, а также боязни рассказать о совершенном в отношении них преступлении. Ну и также является одной из причин – это отсутствие доверительных отношений между родителями и детьми, в результате чего девушки рано вступают в интимные отношения, стремясь обрести недостающие любовь и внимание со стороны взрослого мужчины. Зачастую преступления против детей совершают близкие родственники и сами родители. За анализируемый период времени от преступных посягательств со стороны близких пострадало 20 детей. От родителей пострадало 15 детей. Первой и главной причиной бытового насилия в семье являлось пьянство родителей, как я уже сказала, и других родственников несовершеннолетнего потерпевшего. В состоянии алкогольного опьянения агрессивные родители использовали незначительные поводы для развязывания конфликтов и нанесения телесных повреждений детям. Подробно не буду останавливаться, на этом. Иногда родители принимают такие методы, в качестве причин внутрисемейного насилия можно также назвать и указать так называемые воспитательные цели. Нередко взрослые, применяя физическое насилие в отношении детей, полагают, что действуют в воспитательных целях. А вместе с тем анализ показывает, что в таких случаях родители зачастую применяли насилие, расписываясь в собственном бессилии и родительской несостоятельности. Именно в этом году в республике возбуждено 117 таких уголовных дел. 117 – это истязание. Вот такие факты внутрисемейного конфликта выявить очень сложно. Безусловно, их надо выявлять, потому что безнаказанность порождает новые преступления. И вот
конечно, хотелось бы помощи вот от вас, уважаемые коллеги. Почему коллеги? Потому что мы занимаемся общим делом. Наши дети могут, ну, бывают в школе, да, и мы видим их настроение иногда подавленное, допустим, да, и вот на это тоже нужно обращать внимание. Дети становятся подавленными, боязливыми, вот, ищут уединения, а некоторые, наоборот, склонны к немотивированной агрессии в отношении своих сверстников и конфликтному поведению. Ну, проведенный анализ показал, что существующая профилактическая работа органов вообще системы профилактики не всегда является эффективной. И в первую очередь из-за того, что зачастую она начинается по возникшему факту, а требует организации работы на ранней стадии. И, ну, либо требует работы превентивного характера. Ну, как бы, конечно, можно продолжать и продолжать. Конечно, много таких у нас различных примеров, над которыми нам, взрослым, стоит задуматься, да. Но вот, наверное, я закончу примером, который вот буквально сегодня мне в 7 утра позвонил начальник по делам несовершеннолетних города Печоры и рассказала, что вот выявлен вчера в городе Печоре такой факт. 2-летний малыш, вот понимаете, да, сегодня какая погода, зима, вышел на улицу. Сколько он времени находился, мы не знаем. Но, слава богу, он спасен. Значит, а ситуация какая? Мама поссорилась с мужем и таким образом решила к своей приятельнице пойти употребить спиртное. И в итоге они заснули, употребив спиртное, а ребенок открыл двери, это уже было позднее время, и вышел на улицу. С одной стороны, маму оставления в опасности не было, но мама вот не знала, как справиться с той ситуацией психологической, оказалась наедине с этой ситуацией, да, и приняла такое решение, что употребила спиртное, и вот такой результат. Результат такой, что, конечно, сегодня наши сотрудники будут с этой мамой работать, и мы не можем ее не привлечь к административной ответственности и не поставить на учет. То есть эта мама и в комиссию по делам несовершеннолетних будет приглашена, то есть мы с ней будем работать. Вот, уважаемые коллеги, если есть вопросы, готова на них ответить. Вот. И, допустим, если есть какие-то ситуации, которые требуют разрешения совместного, мы также готовы с представителями, которые здесь, обсудить, помочь, прокомментировать. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Викторовна. Елена Викторовна, ну, получается, что, как ни крути, проблема вся упирается в семью и в родителей, да? Да, потому что все историки идут от семьи. Вот, буквально до круглого стола мы тоже, до начала круглого стола мы тоже обсуждали и говорили о том, как сегодня важно человеческое, не просто человеческое, а родительское доверие, и как важно, вот если мы, как сотрудники полиции, как педагоги, как общественники, как очень важно сегодня разговаривать с родительской аудиторией, что вот все начинается с семьи, что наши дети, несмотря на то, что они идут в школу и в садик, но тем не менее, как важно сегодня не дать своего ребенка в обиду, да, как важно его защитить. И если возник конфликт, то нужно как-то вот решать, а не уходить куда-то вот в тяжкие последствия, негативные, да. Поэтому... А у вас есть статистика, сколько родителей состоит на учете республики? Да, значит, в республике Коми на учете в полиции ежегодно стоит около 1500 человек. Эта цифра меняется, она либо становится больше, ну, не намного, либо меньше. Именно за жестокое, да? Нет, не за жестокое, а в целом за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей. Но в этом году, значит, за жестокое обращение с детьми уже привлечено 13 родителей. То есть
по 156 статье Уголовного кодекса, да, жестокое обращение с детьми, здесь предусматривается, что это не просто не воспитывают, не обучают своих детей, а здесь уже сопряжено с жестокостью и с таким аморальным поведением, допустим, нет условий для содержания, то есть нет пищи, нет, допустим, в доме антисанитарии и так далее. То есть сегодня это такие материалы, когда нет ничего у ребенка. Вот у нас такие факты были в Вэжвинском районе. У родительницы 4 детей, и наши сотрудники приходят, холодильник пустой, условий нету. Да? И, конечно, уже тут не стоит вопрос о привлечении просто к административной ответственности. Тут уже к уголовной ответственности такие родители привлекаются. Вот. Когда у нас сотрудники тоже устанавливали, когда в доме были просроченные продукты, да, когда, допустим, элементарных каких-то нету условий, вещей, вот здесь уже уголовная ответственность. Ну и, безусловно, жестокое обращение, истязание и так далее. Вот. Поэтому вот... Сигналы поступают от соседей или от самих детей? Как вы отслеживаете эту ситуацию? Вот сигналы как раз поступают отовсюду. Конечно, безусловно, не каждый сегодня сосед сообщит, хотя сталкивается с этой ситуацией, тоже опасаются, потому что соседи, не хочется вот как-то, да, сообщать. Но есть у нас активные граждане, которые сообщают, видят, что в этой семье неблагополучие налицо. Мы получаем информацию от школ, которым тоже очень благодарны. Вот от социальных педагогов сегодня очень много информации как раз от школ, когда социальный педагог видит, что ребенок, вот как я уже говорила, закрывается, да, становится неконтактным. И как раз вот тут психолог начинает прорабатывать эту тему, и поступает сигнал. А потом ведь наши сотрудники в республике, у нас сегодня по республике 104 человека по республике, и за каждой школой у нас закреплен инспектор по делам несовершеннолетних, за каждой школой. И наши сотрудники участвуют в работе советов профилактики, участвуют в работе родительских собраний, классных часов. Ну и помимо этого мы еще проводим так называемая акция, операция, когда мы выезжаем в школы, например, у нас есть такой единый день профилактики, он у нас уже работает более 7 лет, и за год у нас каждая школа попадает под это мероприятие. То есть там отрабатывается полностью, приходят специалисты, это и по линии полиции, это и субъекты системы профилактики, и полностью вот работаем и с несовершеннолетними в беседах, и с педагогами, и с родителями. Вот таким образом. Спасибо большое, Галина Викторовна. Галина Викторовна, а вам слово, как раз вот, речь пойдет о роли родителей в профилактике и о том, как семья в этом деле может помочь и какова ее роль в жизни нашей. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема, которая сегодня заявлена на круглом столе, причины и условия, способствующие совершению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и профилактика данного вида преступлений. Я понимаю, насколько ответственно сегодня говорить на такую тему, поскольку вообще на нее эта тема очень трудно подается, поскольку сама она настолько непонятна, сама сегодня для наших родителей, для педагогов, она настолько тяжела, сопротивляться тому, что сегодня происходит в мире, сопротивляться тем посылам свободы, доступности, открытости, всего того, что ребенку просто не надо еще не видеть, не знать, не слышать. Это очень сложно. Я поэтому понимаю прекрасно педагогов. Я бы хотела, конечно, начать с родителей. Задумываясь над этой темой,
Конечно, мы всегда, готовясь, просматриваем какие-то материалы, мы еще раз общаемся, мы не раз, вернее, общаемся со своими коллегами, мы вспоминаем свое детство, и всегда великое искушение рассказать о том, как там было хорошо и так далее. Да ничего подобного. Во все времена вот тема, которую мы сегодня поднимаем, стояла достаточно остро. Просто табуированность ее, закрытость ее, ну и вообще отношение к разговорам такого плана, ну, считалось, наверное, неуместным. А сейчас пришло время, чтобы на нашем хотя бы с вами уровне пообсуждать и подумать, а насколько неуместно, как разговаривать на эту тему, надо ли разговаривать. Вот вы знаете, готовясь, я посмотрела несколько роликов, и совершенно случайно услышала, наткнулась, будем грубо так выражаться, на запись, которую сделали дети во время урока, на котором преподавалось детям, вот что сегодня, сексуальный просвет и так далее. Ведь на эту тему достаточно много споров, и до конца ни родители, ни педагоги и вообще общество до сих пор не определилось, надо ли это делать и как это делать. Ну вот, как говорят, как умеем, так и делаем. И вот эта запись показала, что молодой педагог, судя по голосу, начала рассказывать ребятам, старшеклассникам о том, что сегодня вот такая ситуация, когда надо знать о том, что вы уже взрослые, что вы там... То, что она говорила, меня потрясло в плане, знаете, не только неподготовленности, а, наверное, больше в плане того, что сегодня с детьми разговаривает педагог, фактически тот, который воспитан нашим временем, для которого где-то уже сняты границы, для которого получение каких-то знаний, но как бы применить эти знания, еще нет этих навыков. И вот она как может выдает, что делает ребенок. Он, сегодня такая возможность есть, он включает диктофон, он включает видео и где-то там записывает. Все, что говорит педагог, я считаю, надо было просто сразу в полицию отдавать эти материалы и привлекать педагога за недопустимое обращение, потому что сами дети, вот этот мальчик, который записывал, он сказал: зачем вы нам это рассказываете? Она говорит: ну как, зачем? Ты же взрослый, вы уже все прекрасно все понимаете, вы же знаете, что это такое, вам это известно, вы ведь уже занимаетесь сексом. Понимаете, какое утверждение звучит из уст педагога? А он парирует: нет, как раз тема того, что мы знаем и что мы чем-то занимаемся, наверное, сегодня не должна звучать на нашем занятии. Ребенок говорит: а что тогда, по-твоему, должно звучать на нашем занятии? А он отвечает: но я бы хотел услышать как раз, нужно ли это сегодня нам. И, наверное, надо говорить о том, какой вред может принести ранняя половая связь. Ребенок понимает. Я хочу сказать, дорогие коллеги, что сегодня интернет, доступное информационное пространство нашим детям дает возможность получить ту информацию, которую они бы хотели получить. Другое дело, насколько они подготовлены ее переварить. Но давайте согласимся, и мы-то с вами, оказывается, педагоги, и мы-то, родители, тоже не знаем, как ее переваривать. И вот тут я невольно хотела бы вернуться в наше прошлое. Мы все с вами, вот люди, особенно старшего поколения, тоже были маленькими, тоже впервые знакомились с этим самым про это, знакомились чаще всего где-то от своих друзей там, или еще что-то такое. И наши родители были, будем прямо так говорить, не готовы с нами откровенно разговаривать на вот эти запретные темы. Это именно запретная тема. Так чушь мы тогда, вот что же с нами такое происходило, что мы как бы от этого не очень страдали. Вообще не заострялось внимание на проблеме, как таковой проблемы не было. Это естественный процесс. Внимание уделялось тому, чтобы девочка хранила честь, чтобы она была целомудрена, чтобы она поцелуй не отдавала без любви. Вы понимаете, вовремя сказанные для ребенка, для подростка вот эти слова, они гораздо эффективнее будут влиять на дальнейшую жизнь, на отношения сексуальные, чем то, к чему, к сожалению, сегодня я все чаще вижу, склоняют
секс-просвету наших детей. Это неправильно. Вот это, конечно, мое мнение, с ним можно поспорить. На что бы я еще хотела обратить внимание? То, что наш ребенок сегодня не защищен, а мы, родители, некомпетентные, нет у нас компетенции в достаточной степени. Да и педагоги тоже. Мы теряемся и подчас совершенно не в состоянии противостоять вот этой массовой культуре, которая несется с экранов, с гаджетов. Вот на своем примере скажу. В воскресенье, общаясь со своей внучкой, я получила доказательство того, что я оказалась беспомощной в ситуации, где надо было бы как-то отреагировать. Но я поняла, что если я сейчас вот даже ей что-то скажу такое, она меня не поймет, обидится, и она закроется. Мне это не надо. Что меня удивило? Она берет мой телефон, включает, сразу находит песенку. Очень красивая анимация, красивая девочка, куколка, поет, приплясывает голосочком какой-то современной певички. Песня с очень красивым мотивом подается, и она поет с удовольствием, моя внучка. Но там такая скабрезность, там нет ни матов, там нет ничего, но там такой страшный посыл, а ребенок поет. И если я сейчас скажу, что нельзя там эту песню, а песня-то красивая, а красивое изображение, и она не ловит себя на мысли. Если я сейчас скажу, она начнет задумываться над этим. Вот это меня очень пугает. И поэтому я бы остановилась на том, все-таки она уже знает наизусть даже эту песню. Она ее поет вовсю, то есть она уже не первый раз, она ее быстренько нашла. Как бы мы с вами, родители, не хотели бы, чтобы наши дети не столкнулись с такой бедой, с насилием, я упускаю момент, страшный момент, беспощадный, бесчеловечный. Насилие в семье через собственных родственников, даже отцов. Я уже не говорю об отчимах. Сегодня это просто какое-то повальное, страшное явление. И опять-таки общество не готово на это реагировать. Вот реагирует полиция, реагируют надзорные органы, наказывают, сажают их в тюрьму. Они выходят и продолжают заниматься этим. Общество должно заботиться, как поступать вот такого рода. Но как оградить наших детей от безобразия сегодня льющегося с экранов? Я несколько приведу примеров. Вот дети сегодня, это я по своим опять внукам вижу, любят слушать уже не рок-музыку, не тяжелый этот рок, а они как раз слушают песенки, исполняемые рэперами. Рэперы сейчас части у них. И вот девочка, рэпер, так, уже я теперь уже знаю, что ее зовут Монеточка, Лиза Монеточка. Поймите себе, пожалуйста, наберите ее в поисковике, и вы услышите, вы увидите, что слушают наши дети. Пожалуйста, Лиза, совет послушай мой. Если ты не хочешь нищеты и одиночества, нерационально для девочки молодой тратить свою жизнь на развитие и творчество, лучше засветись с пацанами ночью в клубе, делая приятное им, и всем бы стало весело, или бы порезала родителей в Ютубе, лайков было больше, чем на видео с песнями. Коллеги, вот эти все вещи красиво подаются, дети их воспринимают, и мы теперь можем с вами говорить о том, что вот этот порог чистоты, порог целомудрия, он сметен начисто вот этими песнями и этим подходом. Никакой любви для них, как для меня от мамы. Моя юность – это нож, на моем сердце шрамы. Поет сегодня, опять-таки, девочка, мальчик красивые. Я счастлив, что я не раб мещанских взглядов и так далее. Получается так, что наши детки обеспечены всем. Я не говорю о тех детях, которым посчастливилось, в кавычках, жить в семье, в которой, может быть, нет такого достатка, где родители не совсем понимают ответственность и могут позволить себе тоже жить, как они считают нужным, не особо обращая внимание на детях. Я говорю в целом о той семье, которая растит сегодня ребенка. Как мы, чем мы в первую очередь озабочены? Что он поел? Есть ли у него современные гаджеты? Не хуже ли всех он одет? Все ли у него и так далее. И успел ли он сделать уроки, и что у него там в школе. Все, что касается уроков, оценок, потому что дальше моему ребенку надо устраиваться в жизни, дальше он должен пробить место под солнцем. Мы забываем, что самое главное сегодня в ребенке – это, конечно, душа. Кто ее формирует? Если мы с вами не слышим ребенка, он уходит в мир вот таких песенок. А эти песенки, которые смело рассказывают о том, как жить, чему отдавать предпочтение,
мы с вами прекрасно понимаем, что к нашему ребенку, когда говорит, не жди, пока состаришься, скорей умри, жаль, что твои родители не child-free, гори в аду гори, советует та же монеточка вот нашим деткам. Ну, а известный рэп-исполнитель Алексей Узенюк, можете тоже его набрать, он поет, он говорит, биомусор, ну как вам туса? А туса – это детки наши, 10, 12, 14 и старше лет. Биомусор. Вот такое отношение сегодня к нашим детям, которое навязывается через интернет, через отношения, наше безразличное отношение к детям, мы, конечно, провоцируем в первую очередь доступность к самому важному, к их сексуальности, половая неприкосновенность сегодня должна стать темой ни одного круглого стола. Это должен быть серьезный, такой грамотный посыл с привлечением науки, психологов высокого уровня, которые бы нам, как говорят, заставили нас почувствовать тревогу, существующую в мире. Так что, дорогие мои друзья, коллеги, которые сегодня с нами здесь работают, призывайте, пожалуйста, в первую очередь классы руководителей, своих родителей на собраниях, на встречах таких творческих, я говорю, поскольку там должно быть не просто участие, вот когда мы сказали, как родителям делать, а разговор, который бы завязался и со стороны родителей. Возбудите, постарайтесь это делать, интерес к теме того, что, каким миром живет наш ребенок. И тогда мы с вами должны оценить, наши дети не глупые, они ориентируются в этом мире, только дайте им надежду, то, что они нам нужны сегодня. Ведь почему дети слушают такие песни? Почему они ловятся на этих рэперов? Потому что, по большому счету, ребенок даже в собственной семье очень часто бывает не нужен. Ну, вот пока я на этом остановлюсь. А вот как тогда сделать так, чтобы он был нужен? А в первую очередь, вот почему я сказала, что мы с вами сегодня должны говорить о роли родителя, о компетенции родительской. Не только покормить, одеть, проверить уроки, подумать, какую школу его устроить и этим гордиться. Обеспечить его всем. Сделать все, чтобы понять, а что происходит у ребенка с душой. Вот мне сегодня понравилось, когда наша Галина Ивановна рассказала, как она секретничает после очередного, спасибо большое, очередного чтения на ночь книжки с дочкой, тихонечко разговаривает. Это такие вот, знаете, бесценные моменты общения, когда ребенок может рассказать, и вы встревожитесь на самом деле, вы начнете задумываться, вовремя поможете ему. Давайте сегодня к нашим родителям чаще обращаться как к людям, которые, так же, как и вы, заинтересованы в том, чтобы ребенок был в безопасности, в том числе и по половой неприкосновенности. Для меня эта тема очень больная, поскольку в своей жизни я, и работая в школе долгое время, я сталкивалась со случаями, когда ребенок оказывался один на один с бедой, и сказать он не мог. Это касается отчимов, это касается родных отцов, и это касается, самое страшное, того, что сигналы, которые ребенок пытался подать, как он это делает, родитель не читает. Значит, что надо учить родителей? Читать сигналы. Вот тут роль психологов незаменима. Обязательно психологи должны чаще бывать на родительских собраниях, особенно если эта тема касается души ребенка. Как читать те сигналы, что у него не все ладно. Потому что когда он сталкивается с бедой, с сексуальным насилием, с инцестом, это настолько страшно, вы же понимаете, для взрослого человека очень страшно, а для ребенка, который вообще не понимает, что происходит, это ужасно. Это на всю жизнь, ну, я не говорю, не заживающая рана. Вот от этого надо, конечно, их уберегать. Галина Викторовна, спасибо большое. В этой связи тоже хотелось бы отметить, что мы над этим вопросом думали и очень долго, и в процессе наших размышлений у нас родилась такая книга, которая называется «Поговорим об этом откровенно». И здесь как раз сосредоточены основные материалы, которые можно использовать при организации родительских собраний, при работе с педагогическими коллективами, в индивидуальных беседах.
И параллельно с разработкой этих методических рекомендаций шел у нас конкурс республиканский «Здоровье, ответственность, выбор», в котором на первом месте тема была насилие, и в том числе сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним. И в этом диске, в этих материалах как раз содержатся материалы победителей по данной теме. То есть здесь две, получается, работы. Работа центра, поговорим об этом откровенно, и материалы из конкурса «Здоровье, ответственность, выбор». И, уважаемые коллеги, вы можете использовать эти материалы в своей работе. Они будут прикреплены к письму об итогах Республиканского методического объединения и круглого стола. И, пожалуйста, не забывайте свои предложения, свои вопросы писать в листе предложений в резолюцию. И мы обязательно, как сказала и Наталья Викторовна, и мы все вот здесь отмечаем, что будем использовать все ваши наработки в этом вопросе, вопросы, предложения будут обязательно переданы заинтересованным лицам, чтобы продвигать этот вопрос и защищать наших детей от насилия, пакости, которое со всех сторон, из экранов, из интернета, из повседневной жизни, через сверстников льется. И выдержать в этой связи очень сложно. И в семье сложно держаться, когда асоциальные родители, и сложно держаться среди сверстников детям, которые повально, как толпой, да, идут и слушают этот рэп, и читают разные пакости в интернете и смотрят, как удержаться, как не слиться с толпой. Вот это вот задача психолога, конечно, не только психолога, но и всех педагогических работников и всех взрослых людей, которые неравнодушны к своим детям и детям вообще. И раз мы уже пришли в педагогическую профессию, и раз это наше призвание, наша задача, наша цель, наша миссия в том, чтобы спасать детей. И тема актуальна и сегодня, и вчера, и завтра будет, и нам нужно держать себя все время в тонусе и начеку. И каждый ребенок спасенный будет благодарить и вас, и мы будем, скажем так, рады тому, чтобы смогли кому-то помочь. А сейчас... Да. Ну да, прослушав вот выступление, разрешите, уважаемые участники, я еще дополню, что Галина Викторовна правильно сказала, что ввиду того, что вот у нас сегодня такой свободный доступ через интернет, у нас ведь в этом году уже зафиксировано, зарегистрировано 16 преступлений, развратных действий как раз через интернет, вот через мессенджеры, да. И вот сказать, какая основная причина, очень сложно. То есть это что? Либо, скажем, отсутствие досуговой занятости детей или бесконтрольность родителей. Тут, наверное, одной причины, тут надо рассматривать в комплексе. Но развратные действия, конечно, регистрируются. Ну, примеры я, конечно, такие приводить сегодня не буду. Вот когда просто вот просят отправить малознакомые люди. Здесь уже, конечно, малознакомые люди, фото интимного характера, да, начинается переписка, вот, поэтому ко мне вот звонят часто и спрашивают, что происходит вот с такими действиями, когда вот, например, там, моему сыну, моей дочери, вот, неизвестные люди там просят отправить, да, фотографии, еще что-то. Безусловно, умалчивать об этом нельзя. Надо понимать, что в полиции создан специальный отдел, который занимается такими преступлениями, и эти преступления раскрываются. Поэтому мы сегодня вот имеем 16 преступлений такого характера. Вот. И, ну, да. Вот. И последние факты, когда, допустим, у ученицы, да, как раз вот такая переписка произошла, да, интимного характера, и мы благодарны вот то, что этой девочке, которая рассказала своей маме об этом. И вот как раз здесь уже вопрос доверия, да, рассказала своей маме, и после чего уже подключилась полиция, и
благополучно вот это преступление было раскрыто. Поэтому вот это еще одна такая, ну, сторона, вот, как раз половых преступлений, да, сексуальных, половых, разных. Поэтому... Ну, это говорит, наверное, о том, Елена Викторовна, что все-таки родители должны очень внимательно относиться к тому, чем занимаются дети. Да? Они иногда вечерами действительно находятся, сидят около этих гаджетов. Что за странички, на каких темах заинтересован их взгляд, скажем так. Наверное, не должны успокаиваться родители, быть очень-очень внимательными. Что изменилось с ребенком? Может быть, и просматривать, разговаривать, интересоваться, чем занят ребенок, что его интересует на сегодняшний день. Ну и не успокаиваться на том, что он просто занят, он просто не успокаивается, потому что в подростковом периоде особенно, а статистика говорит о том, что именно это все-таки подростки попадают в поле зрения, да. Здесь нужно, как я говорю родителям, сомневаться и убеждаться в том, что действительно ребенок занят полезным делом, а не навело его вот в такую сторону, где он ищет, скажем так, удовлетворение своему любопытству. Надо его действительно, этого ребенка, обратить в ту область, где он свое любопытство удовлетворит, но на правильном, верном уровне. Да. И согласитесь, наверное, не всегда, может быть, родители могут среагировать таким образом. Наверное, абсолютно мы обращаемся и к педагогам. Чаще всего сверстники делятся между собой, на каких страничках они бывают, чем интересуются. И иногда это все-таки педагог может услышать, почувствовать, понять, и он должен тоже своевременно отреагировать, да, чтобы все-таки пресечь вот те преступления, о которых вы говорили. Согласна абсолютно с вами, да, что, опять же, мы возвращаемся, вот с чего мы и начали, что вот родительский контроль, он прежде всего. Мне кажется, еще, знаете, что такая проблема скрывается, что наша жизнь вся настроена на получение удовольствие, вся реклама, фильмы, кино, музыка настроена на то, чтобы легко получить удовольствие. И вот этот путь по сексуальной распущенности или любопытству в этом отношении, оно как раз из этой области. И поэтому вот хотелось бы в этой связи передать слово представителю центра, правильно вы включите, сейчас скажу, перинатальный центр, Коми республиканский перинатальный центр, психолог отделения охраны репродуктивного здоровья Галина Ивановна Ипатова. Пожалуйста, будьте добры в этом отношении, как вот складывается ситуация. Доброе утро. Я работаю психологом в перинатальном центре в отделении охраны репродуктивного здоровья. Меня зовут Галина Ивановна, я работаю 3 года. И вот что набрала вот за эти 3 года, какой у меня опыт, какие проблемы я увидела и как мы им решаем, вот хотела поделиться с этим опытом. Тема звучит репродуктивное здоровье, и давайте сначала мы рассмотрим репродуктивное здоровье. Ну вот я работаю в центре, и там все есть данные, куда можно обратиться. У нас принимают гинеколог, уролог, андролог и психолог. Можно вот обратиться, если у вас какие-то вопросы, да, вот может быть, по беседе. Самая главная наша вообще работа – это, конечно, репродуктивное здоровье. К нам очень много обращаются детей. Детей мы принимаем от 0, то есть с рождения и до 22. Пока девочке, мальчику не исполнится 22 года, мы консультируем их. Вопросов очень много, проблем очень много. И очень у нас такая большая проблема – это аборты. Вот хотела вам предоставить такие данные. 2018 год у нас вот было, значит, 4844 женщины и 69 девушек. Здесь еще не все девушки. Есть девушки, которые сохранили. То есть их намного больше, но у нас 20% вот было в 2018 году, в 2019 уже 30%, а вот за 6 месяцев 2020 года мы уже сохранили 50%. Вот. Это очень хорошие результаты, да, вот если посмотреть даже
аборт уже как бы 1408, это за 6 месяцев, это уже большой очень такой спад женщин, обратившихся за как раз вот этим вот. Да, вот. Причина вашей работы, вы сработали или какие-то другие? Это работа кабинета, да, именно кабинета, где работает психолог. И вот вся республика, у нас по всей республике есть кабинеты поддержки, да, беременных женщин, и там работают специалисты, которые вот работают на сохранении беременности. Основные причины абортов у подростков, так как мы рассматриваем здесь подростков, да, это, конечно, репродуктивное поведение. Обращаются подростки, это уже раннее начало полового поведения, да, и, конечно, очень много смена половых партнеров. То есть если вот девочка приходит, у нее иногда бывает в 14 уже 4 половых партнера. Очень как-то это, ну, неприятно слушать, да, и это еще не все данные, это они могут еще соврать, 50% они могут вообще все скрыть, что у них еще происходит в жизни, да. Недостаточные знания о последствиях раннего начала половой жизни, они вообще не знают, что такое аборт, что это такое, да, а сами уже все попробовать успели. Недостаточная информированность о средствах контрацепции, да. Очень много в интернете мифов. Сами же дети, да, или кто-то там предлагает очень ужасные, отвратительные методы, как предохраниться. И самое это интересное, что дети это слушают, и когда приходят девочки на беседы, да, мы проводим беседы, девочек, ну, в этом году так не получилось, но все года мы работали, мы собирали девочек, когда приходят на профосмотры, я провожу с ними беседы. И получается так, что они еще знают, как можно без медицинского вмешательства это сделать. Понимаете, и друг другу это рассказывают. А вот девочка уже попробовала, у нее получилось, и это очень страшно. А она в интернете почитала, да, она, вот очень это, конечно, слушать было, как, ну, мы работаем. Ну, вот эти мифы я рассказала, да, а также рядом возрастных особенностей личности, да, по своей сложности оказывается усилены характерны возрастными особенностями, да, вот вообще такой характер, конечно, вот этого всего, то, что мифы, незнание, да, информация ложная, неправдивая, да, особенно между это подростками, между детьми, да, это очень вредно, очень опасно. Чем плох аборт? Ну, конечно, вот частота осложнений после абортов у подростков, конечно, в 2–2,5 раза выше, да, смертность в 5–8 раз выше, да, чем у женщин репродуктивного возраста. Ну, это, конечно, связано с тем, что неполовая зрелость, когда девушка незрелая, да, анатомически, функционально, психологически, да, она не готова к беременности, да, и зрелость это, конечно, наступает к 18–19 годам. И все вот эти искусственные вмешательства, да, они, конечно, имеют травматическое воздействие. Ну, тут же, опять же, после осложнения, да, после прерывания, это хронические воспаления слизистой оболочки матки, невынашивание, преждевременные роды, бесплодие, ну и очень много другого, да, что можно перечислять, да, и, конечно, аборт – это фактор риска разнообразных гинекологических проблем, опять же, их очень много. Да, заболевания молочных желез, также многих психологических нарушений, да, вот с чем я и работаю. Осложнение медикаментозного аборта. Вот сейчас хотела вот на этом остановиться. Сейчас среди молодежи очень много такая вот популярность рассказывать о медикаментозном. Это же вот как, вот, когда они говорят, ну вы что, мы же прочитали в интернете, нам сказали, что медикаментозный аборт, это же вообще очень просто. Там выпил таблеточку, все замечательно, все у тебя прошло. Но вот давайте посмотрим, что вообще такое, да. Это принятие препаратов, воздействующих на гормональную систему женщины, да, на выработку прогестерона. Женский организм испытывает при этом гормональный сбой. Организм девочки-подростка может быть уязвим еще более, да, то есть опять же мы имеем со слабым организмом, да, чаще происходят обильные маточные кровотечения, серьезное нарушение менструального цикла, усугубляются они, эти все осложнения, да, первая беременность, да, у молодых, получается, подростков-то это первая беременность, да, он только как бы начинает, да, брать на себя новую функцию, да, адаптации к беременности, к ее вынашиванию, и тут же получается сбой, да, всех этих процессов, и риск возрастает, да, в 2–11% случаев беременности, да, этим способом прерывать не удается, да, и вот у нас это, конечно, бывает, да, есть девочкам, когда говоришь об этом, обо всем, вот ты понимаешь, да, вот это, то-то, то-то, что получается, что просто полностью погибший эмбрион не выходит, да, и опять
надо дальше идти, да, дальше идти на хирургическим путем. Это очень опасно, опять же, для молодого организма, да, то есть это, конечно, осложнения, это очень такие ужасные, да, вот медикаментозные, хотя информация между молодежью идет, что это очень там просто, да. Вот постабортный синдром, да, вот уже когда все произошло, все сделали, как бы думаю, все хорошо, жизнь началась нормально, хорошая, свобода такая, да, а оказывается, есть такие еще проблемы-то большие после всего этого, да, после вот этих прерываний, да, они, конечно, проявляются очень сильнее, острее, да, тут же, опять же, связано это с личной незрелостью, да, слабостью психологической защиты, эмоциональной нестабильностью, ранимостью, да. Конечно, подросток, он, не, ну, он же еще не повзрослевший, он же еще не знает, как с этим бороться. Подростка бывает тяжелая депрессивная реакция, да, утрата, скорбь, самообвинение. Это может сопровождаться чувством вины, стыда, резким снижением самооценки, вегетативными компонентами, да, вот, опять же, нарушение сна, аппетита, телесная слабость, чувство отсутствия сил, да. Вот даже для педагогов, да, если вот даже вот эти компоненты есть, да, можно как поговорить, спросить, да, и может что-то уточниться, даже если это было в домашних условиях, что-то, ну, что-то они сделали, да, это очень ужасно, потому что есть такие девчонки, и лучше, конечно, спросить, почему ты себя слабая, да, почему у тебя аппетит, да, а вдруг мы выявим, что что-то она свое сделала, и, конечно, сразу лучше медицинскую помощь, да. Опять же, переживания эти идут к саморазрушительному поведению, да, опять же, зависимость, да, дети начинают употреблять алкоголь, наркотики, да, еще другие разные пристрастия. Сейчас их вообще очень много, да. Раньше мы как бы 1-3 знали, а сейчас пристрастий очень много. Виктимного поведения, да, то есть они попадают в группы суицидальные риски, да. Вот все специалисты, сталкивающиеся с прерыванием беременности у подростка, нужно отдавать себе отчет, что в результате, да, вмешательства может быть реальный суицидный риск, да. То есть мы-то девочку отпустили, а кто дальше ее видит? Педагоги, психологи, да, социальные работники. Вот. Если аборт проводится против желания подростка, особенно, да, потому что бывает как, незрелая, да, девочка, да, физиологическая незрелость, да, и все равно как бы идет по медицинским показаниям, да, то есть надо полностью обследовать, и если незрелость, все равно как бы получается, что может быть и против идти, да, девочки. Анонимное анкетирование, да, мы делали в 2018 году, 2019 у нас немножко туда вошел, да, девочкам я раздавала анкеты. Девочек проходило много, но я взяла 500 человек, 500 девочек, да, 15-17 лет. И что у меня получилось? Ну, давайте посмотрим. 50% отмечают серьезные проблемы в общении с родителями. Даже в разговорах и в беседах с девочками выясняется, что они вообще, некоторые, вот 50%, представьте, это как много, вообще не разговаривают о, может быть, о любви даже не разговаривают. Да? Как предохраняться, так это вообще, может, 70% не разговаривают. Да? Отношениях. Но у них даже вообще нету никаких, они вообще родителям ничего не рассказывают. Да? 20% в девочках обсуждают проблему полового поведения с родителями. 20, то есть 80 у нас, да, получается. 20 девочек только общаются. И то, когда у них спрашивают, как вот в школу, когда выходишь, да, как родители, ну как, ну вот так, так, то есть неполная информация девочкам подается от родителей, неполная. И опять, куда они потом? Друзьям в интернет, да. 10% отметили начало половой жизни 14-15 лет, отметили, но мы знаем, что есть и раньше, потому что у нас есть девочки, которые приходили уже в 12-13 лет, уже, да, уже есть половая жизнь, и самое грустное это то, что ни один партнер. Информацию о методах контрацепции получает 30% из интернета, 20% от родителей, 20% от друзей, 15% от врачей, понимаете, вот 15% только процентов идут специалистами и консультируются по поводу, как мне лучше быть, да, что мне использовать, да, потому что же вообще каждому ребенку, по ихнему, опять же, организму надо определенный, да, выбирать, правильный, да, что ей подходит, и только 15%. Да, да, но это мы говорим уже не 14-летних, давайте 18-летних хотя бы возьмем, 17-летних, да, есть же, которые у нас уже семьи создают, да. И опять же, как бы консультируются с врачами. Литература. Вот как бы тоже у меня вопрос. Вот они мне писали литература. Какие-то книжки еще читают, представляете? То есть они еще узнают где-то, читают.
кто-то, наверное, может и подсказывает. Ну, вот установлено недостаточное знание родителей в области анатомо-физиологической особенности детей, да, сексуальной активности. То есть дети даже не, родители даже и не знают, что у их детей есть ранняя сексуальная активность. Представляете? Они вот иногда приходят и... Знают, да не хотят просто тебе делать вид, что не знают. Так, и вот то, что у них вообще как бы есть высокая вероятность приобщения к рисковым формам поведения. Ну, вот еще образ жизни какой, как бы, опять же, по этим анкеткам, да, опять же, выражена гиподинамия, то, что они сидят у нас сейчас в основном дома и сидят в телефонах, или смотрят мультфильмы, или смотрят очень популярные мультфильмы, смотрят, да, есть, смотрят телевизоры, ну, очень много всяких, ну, очень много сейчас информации. Дефицит пребывания на свежем воздухе. Опять же, когда общаешься с детьми, они говорят: да вы что, мы же гулять даже не ходим. Так, а почему вы гулять не ходите? Как бы обязательно в режиме как бы каждого ребенка прогулки. А нам некогда, опять же школа, понимаете? Вы что, нам столько уроков задают, мама там ругается, давай быстрее делай уроки, да, там ночью они уроки делают, утром встают, уроки делают. Когда нам гулять, да, и вот тут мы иногда как бы, ну, давайте хотя бы до школы пешком будем ходить, да, пораньше с автобуса встаем, да, то есть как-то выходим из этого. С родителями разговариваю очень много, что гулять надо. Выходные, вот самое обидное, что наши дети выходных не видят. В субботу и воскресенье у них сейчас, знаете, учеба, учеба, учеба. Я не знаю, как это можно, но вот они вот так вот все говорят. А у кого есть проблемы? Я работаю уже с проблемными детьми, да, которые ко мне приходят. И психоэмоциональное напряжение, ну, это опять же все. И семья, и учеба, и какие-то друзья, приятели. Тут очень много напряжения. Дефицит и снижение качества ночного сна. Опять же, выявляю по разговорам, по этим анкетам, то, что мало спят наши дети. Они очень долго сидят с телефонами в интернете ночью. По времени, да, если вот их... Ну, какие знания у нас молодежи о сексуальности? Они неполные, искаженные, да? Что они могут в интернете набрать? Да? Где они эту информацию берут, да? В каких сайтах? Они не проверяют. Я когда у них спрашиваю: а вы знаете, кто это вообще написал? Нет. А почему вы читаете и не знаете, кто это написал? Да? А может, это девочка, да? Сидела 15-летняя, да, у которой там полно комплексов всяких разных, да? Она сидит, вам что-то какие-то подает какие-то там советы, неправильные советы, да? Вот. Опять же, особое внимание надо обращать на ранние половые отношения, да, вот мастурбацию, использование методов контрацепции. То есть это же надо, чтобы кто-то рассказал правильно, хотя бы родители, да, мудрый человек, да, а они, вот у них это вообще очень неправильно в основном все. Быть внимательным, да, когда ребенок влюбляется. Ну вот про любовь. Опять же, ну, родителям, конечно, тоже очень тяжело, да, опять, когда у него влюбленность, когда первая, да, когда уже любовь настоящая, да, но опять же надо это разговаривать, общаться с детьми, это тоже видно, конечно, да, вот, это, конечно, все очень важно для формирования личности, это вообще очень, вообще как бы это важно, влюбленность это любовь, да, любовь эмоциональная, вообще как бы созревание происходит, но опять же давайте посмотрим, если мы будем запрещать, да, не ходи гулять, там, не ходи, не влюбляйся, давай с этим мальчиком, да, то есть запрещать, ну, больше проблем, да, наберемся, да, да, приобретем, да, то есть получается, что нам надо как-то понимать, ближе быть, друзьями быть, да, родителям, да, даже педагогам, да, надо, может, разговаривать об этом. Ну, вот давайте начнем о профилактике. Ну, конечно. Если не запрещать, то что делать взамен запретом? Приглашать в гости друзей, с кем она дружит, да, ну, то есть если она там дружит, познакомиться с этим человеком, узнать, если хотите узнать, они очень общительные дети вообще-то, им даже девочкам, например, нравится, когда приходят к ним, да, вот в гости, как молодой человек, они же еще как бы не дружат, может быть, совсем какие-то там первые, какие-то там, да, и если позвать в гости, да, и она больше узнает об этом мальчике, когда мама разговаривает, да, то есть взрослый человек все равно больше каких-то других вопросов, чем она задает, да, вот, и всегда надо знать, с кем ваш ребенок общается, да, на улице, не дома, и лучше, конечно, это встречи дома,
да, или какие-то организовать какие-то праздники, да, вот, может, меня психологи поддержат, организовывать праздники именно и туда вместе как бы входить, вот, да, домашние какие-то праздники. Так. Соблюдение правил личной гигиены, да, здоровый образ жизни очень-очень так важен, да, у наших детей, вот, которые ко мне обращаются, здоровый образ жизни, особенно в этом пищевом поведении сейчас, это вообще цветет и пахнет, потому что мы всегда говорим о здоровом питании, но страдают наши дети, да, то есть они же тоже взялись за это, ну, правильное питание, приходят уже и полно репродуктивных проблем, да, вот. То есть, опять же, взрослым надо правильно преподносить, да, что это такое, зачем это надо, да, куда, ну, вообще направить девочку, да, потому что некоторые родители сами находят в интернете, вот как мне, покупают им книжки, а они потом приходят, и у них уже куча проблем, понимаете? И они некоторые дни приходят годами, да, хотя они сами, родители, научили их кормить правильно, питаться правильно. Правила личной гигиены. Опять же, очень много проблем у нас именно по заболеваниям. Гигиену не соблюдают. Тоже, да, вот современный мир, да, все есть, вода есть, да, все. В магазине можно все купить, но все равно проблемы есть. Регулярное обследование у гинеколога, уролога, андролога, да, то есть девочек идет к гинекологу, урологу, мальчиков к урологу, андрологу. Обязательно как бы родителям водить девочек, да, просто как бы для женского здоровья, для знать, вот что у тебя с ребенком, хотя бы просто на профилактический, да, обязательно. Даже мальчиков сейчас очень рекомендуют водить. Для раннего выявления, да, лечения заболеваний необходимо периодический осмотр детей и подростков, да, о чем я говорю. Предотвращение нежелательной беременности, да, вот, ну, как бы тут вот мы написали профилактика абортов, но чтобы все равно, если уже группа риска, если уже родители знают, да, что некоторые родители даже сами отпускают ночевать мальчик несовершеннолетний. Есть такое, не секрет, вот есть. И, конечно, уже лучше, конечно, чтобы они знали, как предохраняться. Правильно? Не знаю, вот как сами отпустили, и тут, наверное, уже вот с таким уже со списком должны как бы отпустить девочку. Профилактика инфекций, передающихся половым путем, и своевременное лечение. Да? Опять же, у нас очень большая проблема – это инфекции. Дети не знают об инфекциях, очень мало. Даже когда вот эти анкеты я раздавала, там есть такой вопрос, какие заболевания инфекционные вы знаете, передающиеся половым путем? 2, 1. Они не знают больше. Они не знают, что они могут передаваться при поцелуях, при обнялись, да. То есть они много очень не знают, и инфекции. Потом они, когда узнают, они уже знают, да, когда они уже, врач говорит, ну, это не инфекция, а что это такое? Дальше. И вот давайте посмотрим, что работает хорошо, какие методы работают с молодежью. Да, лекция, но она 5% у них усваивается, да. Чтение 10%, использование, да, вот средств 20%, использование наглядных пособий 30%. А вот обсуждение в группах, да, вот мы так работаем, я прихожу в группу, и мы работаем, мы разговариваем, мы секретничаем, опять же, да, без взрослых, да, и тут уже очень хорошие идут, да, даже анекдоты рассказываем, да, дети, когда вот идут, вот они когда хотят об этом говорить, да, они очень активно, мы обсуждаем, очень активно отвечают, и очень у них некоторых, мне очень нравится с мальчиками работать. Хотя я с мальчиками хожу редко, но с мальчиками они все-таки как-то по-другому вопросы задают, не как девочки, более по-взрослому. И уже такие, знаете, уже такие серьезные вопросы задают, да, а девочки, они еще как-то вот по-другому немножко. Нет. Вот семья, конечно, играет очень важную роль, самую, наверное, главную роль вот именно воспитания репродуктивного здоровья, да, ребенка. Потому что вот каждому ребенку все-таки нужна любовь и внимание мамы и папы. И опять же написала вот ярко мама и папа, чтобы папа обязательно тоже присутствовал, потому что у нас сейчас папы в основном смотрят телевизор. Или ходят на рыбалку и на охоту. Да, спрашиваю, что папа-то в семье-то делает? Да, телевизор смотрит, и другой. А он вечно говорит, как у него выходной, всегда уезжает куда-то. То есть, ну, вот папы такие, да. Сразу чувствуется, когда папа в семье какой-то, да, участвует, что-то там рассказывает. Ну, вот прям так сидишь, приятно
слушать подростка, когда рассказывает, вот, что мама и папа, да, и уже совсем другое уже представление у них о жизни, вообще о семье, о детях, уже совсем другое. Самое главное в отношениях – это доверие. Очень мало доверия, очень мало наших детей, потому что, ну, начинаешь разговаривать, да, почему мама говорит, в интернете не сиди, там не сиди, это не сиди, все, отношения уже, она не доверяет, да, ну, потому что они начинают им закрывать все, да, и они потом говорят, ну что, тогда я ничего не буду вообще говорить, да. Вот. А если бы они выслушивали бы, что говорят, что они знают, да, и говорили правильно, конечно, бы это бы доверие было бы больше. Ну, начинают врать, конечно, но вранье там уже никаких, уже правды никакой нет. Быть настоящим другом, другом, которым можно поделиться своими проблемами и мыслями. И вот откровенные разговоры, да, опять же, вот тот же вечер, который я вам рассказывала, да, откровенные разговоры. Ну, сделали свои домашние дела, да, дети всегда говорят, ну, мама всегда там в домашних делах, никогда со мной не разговаривает, да вы что, да то-то, то-то. Вот, откровенные разговоры – это самое, наверное, важное в семье, да. Опять же, хотя вот спать укладываете или пожелать там спокойной ночи ребенку, да, и поговорить 10 минут, ну это же вообще очень мало, но опять же ребенок поймет, что вы ему нужны, что вы интересуетесь этой жизнью, да, вот именно личной жизнью ребенка, да, что с ним происходит. И вот небольшие хотя бы 10-15 минут перед сном – это уже такое вообще замечательная такая работа, как бы душевные, ну, не знаю, такие уже разговорчики, которые ребенку дадут понять, что вы можете ему помочь, и он может к вам обратиться. Вот. Обсуждение успехов, достижений, да, вот что у тебя сегодня, да, было, да, вот, и знаете, это очень, конечно, помогает. Возможные планы на будущее, да, что ты смотришь, как ты видишь, да, там будущее свое, да. Вот традиции своей семьи – это вообще самое, наверное, главное, да, вот эти все праздники, не знаю, вот чаепития, путешествия, да, опять же, вот выходные дни. Вот я удивляюсь нашим подросткам, что они в выходные дни никуда не выходят. Я говорю, а как же снег, лыжи, да, ватрушки, да, вот как вот там, или в лесу не погулять, да, как это вот термос не взять? Они такие, да вы что, у нас такого в семье вообще нет, да? Тут вот удивляешься, как? Сейчас же столько разнообразного всего, можно везде походить, везде, вот, и если традиции есть в семье, да, то это, конечно, намного проще, легче, и детям легче, да, и родители спокойны, да, потому что ребенок занят, он знает, что ему вот надо отдохнуть, да, спортом заняться, да, отвлечься, все напряжение снять, да, которые они за неделю набирают. Вот. И родительская ответственность, конечно, способы сохранения репродуктивного здоровья, конечно, обо всем надо уметь говорить в семье, да, вот этих всех ранних половых связей, то есть это обязательно в семье должно звучать. Личные границы. Опять же, вот это вот, о чем мы сегодня говорим, вот эти личные границы. Я была вчера вот еще в школе на беседе, и нет, не говорят, не разговаривают о личных границах. Опять же, я думаю, что это надо психологам, работающим в школе, социальным работникам рассказывать больше детям, наверное, про это, да? Вот. Ну, мифы еще есть, да, такие о сексуальном поведении. Это, конечно, тоже желательно родителям рассказывать, чтобы ребенок понимал, что есть неправда, да, которые могут там лучший друг сказать, а это, оказывается, неправда, да. Вот. Литература. Вот мне очень нравятся книжки. Откуда берутся дети? Ну вот все, что хотят знать подростки, о чем стесняются говорить родители, я вот там на следующем слайде эти книжки как бы сфотографировала, потом можно посмотреть. Мультфильмы. Вот если в семье очень тяжело говорить вообще о репродуктивном здоровье, о каких-то там еще там родителям вообще страшно об этом иногда говорить, да, потому что ты никогда не знаешь, да, ему сейчас это надо или не надо. Но каждый родитель, он же видит, если ребенок спрашивает, что такое секс, значит, пора уже, наверное, говорить, да, или там, что такое любовь. Вот. Есть мультфильмы, и у них есть ограничения, то есть есть мультфильм, там написано с 6 лет, да, или там с 12 лет, да, есть мультфильм. Очень хороший мультфильм, я его сюда не написала, «Аисты», да, наверное, все, наверное, смотрели. Современный мультик, в 2016 году был «Аисты». Обязательно посмотрите. Забыла его записать сюда, да. Когда девочка взрослеет, это понятно, тут уже медицина идет, да, уже так все подробно. И очень хороший мультик «Ваше здоровье», советский мультик, ему уже много лет, чуть не 100 лет уже, ну не 100, но 50 лет точно этому мультику есть.
в наше советское время, он как бы был «Ваше здоровье». Тут идет больше для мальчиков. Я хожу, когда на беседы в школы, показываю этот мультик «Ваше здоровье». Вот. В этом мультике очень все хорошо, подробно все рассказано именно про семью, про здоровье, вот, про все на свете там все есть. Вот. И фильмы. Ну, «Чудо рождения», «Тайна природы женщины» и очень много еще других есть мультиков, фильмов. Это, конечно, лучше со специалистами уже. Вот эти книжки, которые вот очень хорошо можно использовать для родителей, ну, даже для работников в школе, даже медицинских работников, которые работают в школе. Ну, вот как я считаю, что половое воспитание в школе, да, лучше, конечно, проводили бы лучше специалисты, психологи, акушеры, гинекологи, педиатры и волонтеры. Волонтеры лучше, конечно, с медицинским образованием, то есть это студенты, которые учатся на медицинском факультете, но могут уже рассказывать, беседы проводить. А что вы включаете в понятие половое воспитание? Половое воспитание? Чем отличается мальчик и девочка? Да? Опять же, о личности много говорим, да, как формируется личность. Ну вот я потом покажу, какие темы будут. Там дальше будет слайд. Занятия мальчиков, девочек нужно проводить отдельно, да, опять же, чтобы не было хихихи, ну, чтобы не скрывали, а говорили правдиво, да, все. Вот. Информация соответствовала запросу. Тут лучше и хорошо работают записки. Если очень хорошо это идет с 15 лет. То есть если до 15 лет девочки еще как бы очень боятся спросить как бы в открытую, чтобы специалист какой-то вопрос озвучил, да, и ответил на него. С 15 лет тут очень уже лучше идет. Девочки и мальчики пишут записочки и отправляют специалистам. И когда уже заканчивается, да, вот сейчас вопросы, да, вопрос напрямую, ты знаете, стесняются же ответить. Задать. Да, и лучше записочкой написать и отвечают. То есть никто не знает, кто задал этот вопрос, да? То есть им так легче. Ответы на вопросы должны быть открытыми и полными, да, то есть если они залезут потом в интернет и посмотрят, что там не так, это, конечно, будет не очень, да, то есть специалисты всегда отвечают правильно. И вот хотела показать, какие темы наше отделение охраны репродуктивного здоровья, мы ходим, с какими темами мы там прорабатываем. Это, конечно, репродуктивное здоровье, это мы говорим про инфекции, да, про ответственное поведение, да, что приводит, какие риски, ну, там все, там очень много всего. Почему оно важно для обоих полов, да, опять же мы разбираем, почему для мальчиков, почему для девочек, да, это все для будущего. Факторы, негативно влияющие на репродуктивное здоровье, да, все опять же разбираем. К чему приводит свобода нравов или безответственное отношение к себе, навыки ответственного поведения, уверенность в своей правоте и твердый отказ. Вот здесь вот самое бурное, это начинается, когда мы разбираем искусство сказать «нет». Но это мы говорим, вот к тебе подошел мальчик, мы разбираем, да, и как бы ты вот скажешь, что ты сегодня не готова, что нет, или вот как. И вот там предложения девчонок, вот самые интересные. Их много, каждая там старается по-своему, там, ну, знают, некоторые знают. Вот, ну, это все разбираем, как правильно, потому что, опять же, если смотреть, мальчики, да, пригласили девочку, вот у меня была такая девочка, которая рассказывала, вот когда мы подняли эту тему, сказать нет, она рассказала, что мальчики пригласили ее на квартиру, и ей даже пришлось там защищаться и сопротивляться, и вот все сидели на нее, смотрели, и как бы, ну, подумали, вот все как бы задумались сразу. Она говорит, да, ребята, не так это все просто, бывает такая ситуация. Вот. Хорошо все там обошлось, конечно. Короткометражные фильмы. Вот опять же, для работы в школе очень хорошие есть фильмы. Они очень маленькие, от 5 минут, там, 10 минут, Всероссийского фестиваля «Семья России», да, и тут, конечно, лучше этот фильм, ну, он маленький, этот фильм, посмотреть и поговорить с детьми, чтобы они задавали вопросы, отвечать. Их очень много, этих фильмов,
да, и вот можно лучше посмотреть, с чем вы хотите вот сегодня поработать, посмотрите фильм, там очень много фильмов про аборты, и про многодетных семей, и вообще про отношения, очень много фильмов, и с чем вы хотите поработать, с чем вы хотите детей познакомить, да, вот можно фильм выбрать, и вообще тоже здорово идет. Создание семейного календаря. Ну вот тут просто это наша разработка. В 2018 году мной был создан семейный календарь. Но сейчас, конечно, это все как бы тихо-тихо так немножко остановилось. Ну, медленно мы сейчас. Ну, тогда мы выпустили этот календарь. Фотографии, конечно, я забыла. Да. Календарь состоял из рисунков детей. Тема была семья. То есть мы собрали все рисунки детей, которые рисовали у меня. Мои дети, которые приходили консультироваться ко мне, они рисовали семью. Мы включили эти рисунки туда. Мы написали все игры, которые могли бы родители играть вечером со своими детьми. Пикник мне очень потом был у нас такой коврик постелить, чай в комнате, гитару или петь песни, да, то есть как в поход сходить, да. То есть там очень много таких интересных у нас было. Ну, мы их раздарили, конечно, детям, дарили вот всем. Тот год, конечно, у нас был вообще вот с этим календарем приятный год. Вот. Но у нас это еще, конечно, мы все в планах у нас дальше продолжать. Потом еще в конце на этом календаре было место, где моя семья. То есть кому попадался этот календарь, он мог еще свой календарь, да. То есть тут был рисунок, а здесь уже календарь на следующий год. То есть там очень такой продуктивный календарь был. Проведение конкурсов, да, мы очень много конкурсов проводим, моя семья, как здорово быть с папой, мы ходим даже, ну, то есть как мы, я хожу в садики и провожу в садиках еще день папы, да, то есть мы там, даю я задания воспитателям, день, и я как бы раньше, вот я туда ходила, в этом году, конечно, не получилось, вот, очень здорово, мне очень нравится, когда вот этот праздник проходит именно в садике, потому что собираются папы, если даже не полная семья, папа живет уже отдельно, папы всегда приходят на эти праздники. Да, и столько пап собирается, и когда начинаешь там конкурс проводить, да, они так все это стараются показать детям, какие они хорошие, все так отгадывают, танцуют потом со своими детьми, знаете, такой праздник, вообще самый, наверное, вот такой замечательный праздник, это когда вот День папы мы отмечаем. Моя мама, да, мы уже много лет как бы, да, используем это, вот именно папа, очень, очень нравится. И проведение всероссийских акций «Подари мне жизнь». У нас очень проходит так бурно, вся республика, мы созваниваемся, стараемся что-то, новые предложения, новые какие-то, да, использовать какие-то новые, какие-то ноу-хау, какие-то там на асфальте рисуем, да, ну как-то там в телевидении выступаем, опять же, с родителями на улице общаемся. То есть вот всегда что-то придумаем, чтобы вот именно, чтобы сохраняли беременность, да, чтобы рожали детей. Вот. Ну, вот хочу еще дополнить, о чем я не сказала. Да, вот тут просто очень много говорится о семье. У нас еще ведется работа с беременными. У нас же есть девочки, которые беременеют рано, да, то есть, опять же, наши подростки. И я провожу подготовку к родам. Но у меня подготовка к родам, она не такая, что прям вот как надо себя вести в родах, там, да, как подготовиться. Я всегда начинаю с колыбельных. Это самая такая приятная тема, и расположить к себе, что я их не буду там заставлять что-то делать, а именно заставлю к самому простому и самому, ну, как красивому, самому душевному такому, не знаю, направлению, да, которое вот используется дальше. Да, колыбельной. Мы даже составили такую методичку, там есть колыбельные, там есть потешки, там есть стишки, которые читаются детям. Вот. Я дарю каждой беременной женщине. Мы потом стараемся попеть еще, да, поучить эти стишки, потешки. То есть я им объясняю, когда это надо делать, да, все. Когда надо петь, что очень приятно, что вы сейчас выучите, пока беременная, петь надо. Потом, когда ребенок родится. Потом самое замечательное, когда вы укладываете его спать, и он будет вам петь. Да? То есть и эта девочка, да, или мальчик, он потом это уносит в семью. Да? И это очень замечательно. Вот. Как танцевать, как общаться с ребенком, да? Какие темы вот в будущем. Вот мы все разбираем, да? Не только как дышать. То есть об этом мы тоже обо всем разговариваем. Ну и что выводы? Ну вот я считаю, что гигиеническое обучение родителей по вопросу охраны и укрепления соматического, психического, репродуктивного здоровья, да, то есть, ну вот именно путем родительского обучения, да, вот не знаю,
никогда в школу на родительские собрания не приглашали, честно скажу, да. Не знаю, вот как вот внедриться, да, вот так, чтобы с родителями поговорить. С родителями надо обязательно. Да. А у вас есть сеть? Коллеги есть у вас в республике? Или вы одни такая уникальная? В республике? Да, как специалист вы одна работаете на весь Сыктывкар, правильно? Ну, я на Сыктывкар, да. Да. А по республике есть? А по республике вот кабинеты есть, Есть специальные кабинеты, кабинеты, да. Где тоже так психологи сидят. Ну, знаете, там, ну, есть у нас активные психологи, да, которые работают. У некоторых другие, да, как бы проблемки там, да, а кто-то очень активно работает. В больших городах. Вот, в больших городах очень... Предложение можем посотрудничать. Хорошо. Так, ну, конечно, пропаганда здорового образа жизни, да, сознательного отношения подростка к своему здоровью, здоровью окружающих. Конечно, это лучше. Вот, мне нравится информация на радио. Мы, когда едем в машине, мы всегда слушаем радио. И здорово было бы, если бы на радио, да, когда вот где-то, ну, где уши у ребенка свободны, да, что-то говорили о семье, да, о здоровье, вот именно там о детях говорили, да. Телевидение. Ну, на телевидении у нас есть, да, есть. У меня иногда сын спрашивает, что-то там опять начали показывать, там, ну, то-то переспрашивает, да. Газеты. У нас есть очень хороший выпуск «НВИЧ», да, «Не болей», профилактика. Тоже там очень хорошие статьи, они, ну, как бы распространяются. Журналы. Вот хотела спросить насчет журналов. Есть у нас подростковые журналы, где можно вот как бы узнать правдивую информацию? Есть? О здоровье? Вы же все мамы? Нет, вот именно журнал, который в руки взять. Вот я вот такого не знаю. И вот я тоже думаю, что надо все-таки такой вот журнал такой. Вот есть же у нас «Радуга», наш школьный журнал, очень хороший, да? Так что можно даже с руководством «Радуги» переговорить и сделать такую страничку интересную. Ну, у них есть странички такие, есть. Но для подростков, понимаете, у них для детей больше. А вот надо поговорить, да, потому что мы с дочкой читаем этот журнал, да, я знаю, что там есть, но именно с 15 лет, знаете, когда уже там хочется уже побольше, но чтобы именно информация была такая хорошая, правильная, красиво, прям выложена там. Так, дальше. Нет, сейчас, что я еще не сказала. Афиши, плакаты, это как бы, да, тоже хорошо у нас, но опять же, если их много, это уже не воспринимается, когда где-то так немножечко, это лучше срабатывает. Лекции, ну, лекции как беседы, да, вот я говорила, подростковые молодежные конференции, вот это очень хорошие конференции проводим. Да, с отцом Максимом участвуем, да, конференции, форумы, встречи, книги, фильмы, видеоролики, да, о чем вот я и говорила, да, какие там можно посмотреть. И обязательно, чтобы юноши, наши девушки знали последствия употребления алкоголя, курения, наркотики, нездорового питания и двигательной активности. Обязательно. Все. Есть вопросы? Очень, очень содержательно, полно, комплексно подошли к вопросу репродуктивного здоровья. И хотелось бы все-таки вот понять вашу цель полового воспитания. Вы для себя что видите? Чтобы дети узнали, кто они, да? Узнали свое тело, да? Для чего оно нужно, это тело, да? Чтобы не так пользоваться им, да? Что хочу, то и делать, да. Психологическое тоже, да. Ну, это больше семья, когда тема семья. Когда уже мы очень тяжело, знаете, начинать с одного, урок заканчивается. Это надо ходить. С семьей я выходила вот к студентам. С Максимом выходили, когда вот эта тема самая вообще самая такая не для детей, да, вот уже более взрослых, да, подростков, это вообще она такая глубокая для них проблема у некоторых есть, да, не кто-то, может быть, и отнесся, там, может, и повернуться, а они очень про семью, они их слушают. Есть, ну, то есть дети у нас, как бы, подростки, они еще прям не такие все плохие, что им ничего не надо, они в интернете. Есть люди, дети, которые слушают, добавляют что-то себе, да, берут себе и общаются, и вопросы задают, и семья самая такая тема, которая, она больше времени меня вот, как бы, как оно сказать, такие
Ну, больше вопросов не по семье задают. Про семью тему. А у вас циклы, скажем так, бесед как вы проводите, чтобы перейти от полового воспитания, где идет физиология, а потом потихоньку перейти? Потому что вот из нашего выступления ведь чувствуется, что вы выходите на то, какой должен быть папа, да? Да, какой должен быть папа. Как вырастить из мальчика такого папы? Как девочка должна любить себя и свои границы, как бы беречь, да, чтобы потом стать счастливой мамой. Вот это такое предложение, может быть, оно у вас и реализуется, что, может быть, здесь действительно должен быть какой-то такой продуманный цикл вот этих бесед, чтобы, начиная от того, что я есть такое с точки зрения анатомии, превратиться вот, ну, скажем так, или, по крайней мере, видеть цель, что я буду счастливым папой, а я буду счастливой мамой. У меня были только темы девочка, девушка, женщина. Женщина. Да. Ну, да. Это вот, ну, опять же, это, знаете, когда ходишь куда-то, ну, как не выступать, а вот этими беседами на аудиторию, очень мало времени. Эта тема, она на 2 часа. Если обо всем рассказывать, да, иногда не хватает времени, это обидно. И мы потом как, ну, давайте в следующий раз встретимся. Да? То есть в основном получается только рассказать мальчик, девочка, чем отличается, и до семьи, конечно, очень. И вот с семьей, с темой я уже иду более взрослой. Ну, правильно, это должны быть и категории. Да? Мария Николаевна, вы ведь подняли очень важный вопрос. То, что Галина Ивановна сегодня явно работает в системе, и она уже знает то, что она несет туда, это востребовано детьми, она изучила потребности и так далее. Вот дальше надо продолжать эту работу. И вот тут уместно подключать вместе со специалистами сегодня общественные организации, объединения, социально ориентированные НКО, которые как раз преследуют вот такую цель, оказать помощь в подготовке к той семейной жизни, когда ты станешь хорошим папой, когда ты станешь хорошей мамой. Невозможно, вот скажем, вот даже такому специалисту охватить все это. Почему мы говорим, что общество надо привлекать? Мы очень часто говорим о том, что профессионалы, но вот в таких объединениях, как правило, в такие объединения привлекаются профессионалы, и они уже могут гораздо шире, глубже, с большей пользой привнести в жизнь нашего общества осознанное отношение к своему родительству. От девушки, девочки, от мальчика к юноше, а потом к отцовству, материнству обязательно надо продвигать этот путь. Но я сразу скажу, что я, например, знаю, что это очень непросто, очень тяжело. И я столкнулась с тем, что говорит, ну это же не профессионалы. Вот надо уходить от этой мысли, что общественники, которые берутся за это профессионалы. Это бывшие педагоги, это врачи и так далее. Но потом кто нам мешает взаимодействовать с профессионалами? Вот какой богатый опыт накоплен. Вот, и вот сюда мне свой телефончик напишет сейчас. Спасибо вам большое. Сейчас мы слово предоставляем. Нет, у нас еще есть специалист регионального центра развития социальных технологий. Сексуальное насилие над детьми, признаки, профилактика, помощь. И слово Елене Авенировне, она нам об этом расскажет. Добрый день, уважаемые слушатели. Тема моего выступления будет касаться психологического аспекта такой проблемы, как сексуальное насилие над детьми, сексуальное злоупотребление детьми. Бесспорно, это очень травмирующее событие для ребенка. Всегда ранит его и физическое здоровье, и психическое здоровье. Вообще дети подвергаются сексуальному злоупотреблению, сексуальному насилию в любом возрасте. И в любых семьях, как бы это ни казалось странным, но именно благополучные семьи, они тоже в этом плане семьи риска. Обычно это закрытая система, и что раскрепощает, так сказать, насильников совершать эти действия. Кроме того, одинаково и над мальчиками, и над девочками совершаются данные факты, поэтому любой ребенок
в этом плане может стать жертвой насилия. Давайте мы с вами рассмотрим, как же понимается термин сексуального насилия, потому что очень часто под этим термином понимают именно действия сексуального характера над ребенком, вступление с ним в интимные отношения, но тем не менее сексуальное насилие – это более широкое понятие. Это вовлечение зависимых, незрелых детей, подростков в сексуальную активность, которую они не полностью осознают, на которую не могут дать информированное согласие. Вот слово «информированное согласие», оно здесь ключевое в этом определении. Нарушает социальные нормы на семейные роли. То есть самое главное, что нужно понимать из этого определения, не имеет значения, понравилось ребенку, не понравилось, сказал он «да», согласился сам на это или сказал отказ. В любом случае, со стороны преступника это будет сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему. Сюда включается и сексуальная эксплуатация детей, злоупотребление их беспомощностью для непосредственного удовлетворения своих сексуальных потребностей, подавление детской сексуальности, это и повреждение половых органов ребенка, подавление его нормальных сексуальных интересов, эротизация детей, создание среды, которая может искусственно стимулировать, создание среды, которая может искусственно стимулировать детскую сексуальность в ущерб другим задачам развития. Вот этот пункт я немножко поясню, потому что сейчас с развитием вот этой интернет-технологий, много здесь говорилось о том, что это все сейчас уходит в интернет-пространство. Очень много сейчас делают бизнеса на детях, когда маленьких девочек начинают красить, эротично их надевают, для того, чтобы выпустить рекламные кампании, заработать на этим деньги. Вот в данном случае это тоже является одним из аспектов сексуального насилия над ребенком. Как мы можем понять, что ребенок стал жертвой насилия? Давайте приступим к рассмотрению этого вопроса. Самый главный момент, который может нам дать наводку на то, что этот ребенок жертва насилия, это его сексуализированное поведение. Сексуализированное поведение – это сексуальное поведение ребенка, которое не свойственно для данного возраста. Как это может проявляться у детей? Они начинают такие формы поведения выдавать, которые сексуально окрашены, но не свойственны для этого возраста. То есть, например, в дошкольном возрасте, в младшем школьном возрасте, это, например, такие действия, как имитация сексуальных отношений взрослых с другими детьми, с игрушками, это звуковое подражание сексуальному акту. Это может быть стимулирование, чрезмерное стимулирование своих половых органов, они трутся об мебель, они начинают усиленно мастурбировать. То есть по этому признаку можно понять, что ребенок мог стать жертвой сексуального насилия. Ребенок дошкольного возраста, младшего школьного возраста, который не подвергался сексуальному злоупотреблению, он никогда не будет этого проявлять. Он не знает это в силу своих психофизиологических особенностей, возрастных в первую очередь особенностей. Поэтому это вот первая наводка, первый звоночек, который может специалист отметить для того, чтобы обратить внимание на этого ребенка как на потенциальную жертву сексуального насилия. Наряду вот с этим самым главным признаком сексуального злоупотребления очень большой спектр поведенческих характеристик у детей. Вот уже говорила сегодня об этом Елена Викторовна, что вот какие-то дети, они уходят внутрь себя, они начинают меньше общаться, они закрываются, они уходят в такие депрессивные, субдепрессивные состояния. Некоторые дети, наоборот, у них идет реакция наружу, они становятся агрессивными, они нарушают межличностные установленные взаимоотношения с близкими людьми. Они могут проявлять уходы из дома, самоповреждающее поведение, быть, суицидальные риски выдавать. И вот как раз-таки вот эти поведенческие симптомы, они очень близки к последствиям сексуального насилия. Это следующий слайд, давайте мы посмотрим. Очень широкий спектр последствий сексуальных действий, сексуального злоупотребления детьми. Вина – это самое главное чувство, которое испытывает ребенок, жертва насилия, наряду со страхом. Чувство вины. Взрослый манипулирует ребенком, особенно если это близкий человек, а чаще всего сексуальное насилие совершается людьми, которых ребенок знает, которые входят в круг общения семьи.
Это помимо отцов, отчимов, это дяди, это дедушки, как бы это странно ни казалось. И ведь чаще всего ребенок, он же воспринимает этого человека как человека, к которому он привязан, он входит в семью, и поэтому очень часто вот насильник, он использует это, он уговаривает ребенка, он его чем-то задабривает, и ребенку очень неудобно, во-первых, отказать, или он не умеет отказать. Об этом я поговорю позже, как можно ребенка, да, научить противостоять угрозам. А во-вторых, взрослый, манипулируя им, он говорит, да, что если ты кому-то расскажешь, тебя заберут в детдом, меня посадят, маму лишат родительских прав. И ребенок, он погружается полностью в это чувство вины. Оно становится таким повальным и преобладающим над всеми остальными чувствами. И вот именно это чувство вины потом движет ребенком, когда он в следующий раз не может противостоять угрозам, когда он не может никому рассказать. Поэтому вот этот спектр эмоциональных чувств, которых испытывает жертва сексуального насилия, они играют огромную роль и в дальнейшей жизни ребенка, и в тех последствиях, которые сексуальное насилие привнесет в его дальнейшие свои отношения, личные, интимные, семейные отношения. Физические нарушения, они не всегда, но присутствуют. Генитальные повреждения, беременность, заболевания, передающиеся половым путем. Соматические жалобы тоже очень широкая группа последствий сексуального насилия, когда дети начинают беспричинно жаловаться на головные боли, особенно на боли в области живота. И у более младших детей для них характерна такая реакция, как немного возвращение на раннюю ступень развития. Особенно это характерно для детей дошкольного возраста, когда вдруг он начинает снова мочиться в постель во сне или не успевает добежать до горшка. Дети более раннего возраста, они начинают вновь сосать пальцы, то есть делают все то, что они делали в более раннем возрасте, что им приносило вот сосание пальца, например, да, какое-то успокоение. Вообще вот в дошкольном возрасте дети выдают такую реакцию, как замкнутость, они начинают бояться взрослых, вроде даже тех, которые вхожи в семью и вроде бы внешне оказались бы, да, добрыми людьми. Кроме того, вот они уходят, как я уже сказала, на более раннюю ступень развития. Для детей дошкольного возраста в плане последствий младшего школьного возраста в плане последствий сексуального развития, для них характерно вот такое наиболее очевидное последствие – это нарушение межличностного общения. Они выдают вдруг такие реакции, как они начинают ссориться с окружающими, они начинают убегать из дома. Некоторые дети, наоборот, я уже говорила, да, они могут замкнуться в себе и выдавать признаки депрессивного поведения. Что касается последствий в подростковом возрасте, то чаще всего для подростков, помимо того, что это, естественно, психотравмирующее событие, подростки начинают вести очень активную половую жизнь. Для чего это делается? Да, естественно, это ими не осознается. Это проявляется как защитная реакция организма. То есть они таким образом пытаются девальвировать события сексуального насилия, девальвировать его факт, да, то есть снизить значимость этого события для самих себя. И вот они начинают очень много менять половых партнеров, вести такую беспорядочную половую жизнь, тем самым пытаясь как-то справиться со своей болью, со своей травмой. И давайте мы перейдем к следующему слайду. Профилактика сексуального насилия. Да, что можно сделать для того, чтобы снизить угрозу сексуального насилия, чтобы снизить риск того, чтобы ребенок стал жертвой сексуального насилия. И вот смотрите, первым пунктом, да, указано доверительные, искренние отношения с ребенком. И мы вот сегодня на круглом столе очень много об этом говорили, потому что это действительно очень важный аспект. Кому поддерживать доверительные отношения ребенку? Да? В первую очередь маме, чтобы у мамы был очень тесный контакт с ребенком. Вот Галина Ивановна сегодня очень много способов привела, как можно маме установить вот этот близкий, тесный контакт со своим ребенком. Я не буду повторяться уже. Во-вторых, вы как специалисты, как педагоги, которые непосредственно контактируют с детьми, да,
вы тоже в ваших силах устанавливать с ребенком доверительный контакт, объяснять ребенку, какими бывают прикосновения. Это очень важно. К сожалению, вот у нас такой менталитет, где об этом не говорят. В странах же Запада, в Европе этому учат, начиная с дошкольного возраста, ребенку проговаривается во всех сферах, да, то есть и со стороны воспитателей, и со стороны учебных заведений, и со стороны медицинского персонала, как аксиома ребенку подается, что прикосновения бывают разные, есть приятные прикосновения, например, когда тебя обнимает тот, кого ты любишь, когда тебя целует мама перед сном. Есть прикосновения плохие, которые причиняют боль, которые неприятны тебе. Эти прикосновения нельзя допускать, да, об этом нужно сказать тому, кому ты доверяешь, что были такие прикосновения. И отдельно вот есть смущающие прикосновения. Как можно ребенку объяснить, что такое смущающие прикосновения? Это то, когда тебя трогают, и тебе кажется, что это приятно, но что-то тебе в этом не нравится, что-то ты видишь в этом не то. Вот о таких прикосновениях всегда говори мне, да, то есть, ну, человеку, которому доверяет ребенок, да, чтобы он об этом говорил. Проработать с ребенком план безопасности на случай угрозы. Это очень важный момент, он обычно уже обсуждается с детьми старшего дошкольного возраста, младшего школьного возраста, что можно предпринять, конкретный перечень действий ребенка при угрозе его безопасности. Тут не только сексуальное насилие, а вообще угроза безопасности. План безопасности, первый пункт, да, то есть это сказать тому, кому ты доверяешь, о том, что была такая угроза. Во-вторых, это куда можно пойти, то есть конкретное место безопасное место, куда можно пойти, да, то есть если дома с ребенком обращаются плохо, если там ему плохо, куда он может пойти? Может быть, есть дом у бабушки, где ему спокойно и безопасно, где он знает, что бабушка может его защитить и обратиться куда-то за дальнейшей помощью. Это номера телефонов служб доверия. Сейчас даже дети старшего дошкольного возраста свободно могут пользоваться телефонами, смартфонами. И пусть в контактах телефона ребенка будет забит номер телефона доверия, круглосуточного, бесплатного, куда ребенок может обратиться, куда он может позвонить. И ребенку надо обязательно проговорить эти вещи, что телефон бесплатный, он работает круглосуточно, не бойся позвонить туда даже ночью, там никто не спит, и тебе ответят, и тебе помогут. То есть нам казалось бы очевидные такие вещи, да, что служба доверия работает круглосуточно, что специалисты оказывают помощь в любое время дня и ночи. Но для ребенка это может быть камнем преткновения для того, чтобы туда позвонить, когда он захочет прокричать о помощи. То есть вот этот план безопасности, он должен содержать конкретные действия ребенка, что он может предпринять. Рассказать подростку об опасном поведении, способах минимизации риска такого поведения. Здесь речь идет о том, когда мы объясняем, например, девушке, да, почему именно про подростков, да, как бы именно в этом возрасте как раз им хочется подчеркнуть все изменения, которые происходят с их телом в этом возрасте, да, подчеркнуть все свои достоинства, чтобы нравиться противоположному полу. И тут надо говорить с ребенком о том, что ты имей в виду, да, что если ты куда-то возвращаешься поздно, ну, бывают такие, да, мероприятия какие-то там, что ты возвращаешься поздно, обязательно позвони и скажи, чтобы тебя встретили, не возвращайся одна, пусть у тебя будут провожающие. То есть объяснить ребенку, что таким образом, если ты так одета, если ты идешь в такой одежде в позднее время суток, ты повышаешь риск того, что на тебя могут напасть, что от твоей безопасности может быть угроза. Вот это и есть как бы опасное поведение, объясняем ребенку, как его минимизировать последствия вот этого опасного поведения. Что могут сделать родители для профилактики сексуального злоупотребления детьми? Ну, во-первых, это разговаривать про границы тела. И вот, кстати, вот эти разговоры про границы тела, они тоже почему-то в нашей системе воспитания, они замалчиваются, об этом не говорят. В обратной же стороне, вот, например, да, Европа, Запад, об этом в открытую говорят с детьми, да, что есть на твоем теле. Твое тело, во-первых, принадлежит тебе. И на твоем теле есть места, которые никому нельзя трогать, кроме исключительных случаев, когда это осмотр врача и в обязательном присутствии родителя, да, ну или другого взрослого его заменяющего опекуна.
И это отрабатывается с ребенком как аксиома, что никому не позволено трогать твое тело, причинять тебе боль, причинять тебе смущающие прикосновения, плохие прикосновения. Если же этот факт происходит, ты всегда должен об этом рассказать тому взрослому, которому ты доверяешь. Рассказывать про устройство тела – это вот про то, что взрослый, когда говорит с ребенком о половом воспитании, он должен называть половые органы научными терминами, то, как они называются, а не уменьшительно-ласкательными детскими словами, потому что это в плане сексуального злоупотребления может сыграть с ребенком злую шутку, и он воспримет действия насильника как какую-то игру, которую он с ним производит. Учить дома соблюдать границы каждого члена семьи. Это очень важный аспект профилактики сексуального злоупотребления ребенком, потому что это учит ребенку некой интимности, сохранности своего тела и границ своего тела, да, когда мы с 2-3-летнего возраста учим ребенка самому подмываться, чтобы не ходить дома голышом, мальчикам при мамах, при маме, сыновьям при папе, особенно при чужих людях, будь то это родственники, дяди, дедушки, да, то есть минимум это трусики и маечка, но ни в коем случае не в трусиках, не голышом ходим дома. Обязательно говорить ребенку, что если ты чувствуешь, что другой взрослый просит тебя сделать что-то, что тебе не хочется, чего ты боишься, ты должен сказать «нет», и потом обязательно рассказать мне, ну, то есть взрослому, которому ребенок доверяет. И также, если вот вы как родитель, если вы как специалист, педагог, учитель, социальный педагог, психолог, сталкиваетесь с тем, что ребенок вдруг вам начинает рассказывать об угрозе сексуального насилия, о факте сексуального злоупотребления, о совершенном сексуальном насилии, очень важно дать ребенку высказаться и его очень внимательно выслушать без реакции осуждения, без реакции страха, дать ему выговориться теми словами, которые он вам об этом рассказывает. После того, как ребенок рассказал об этом, самое главное сказать ребенку: ты молодец, ты правильно сделал, что ты мне рассказал. Я постараюсь помочь тебе и сделаю все, что в моих силах. И очень важно сказать ребенку: ты не виноват в случившемся. Это как раз про чувство вины, которое превалирует над всеми другими чувствами у ребенка, жертвы насилия. Можно несколько раз проговорить: ты не виноват в насилии, в том, что с тобой сделали. Всегда виноват тот, кто это делает. Всегда виноват взрослый, который с тобой это сделал. И в плане оказания, можно следующий слайд, я сейчас уже завершу. В плане помощи детям, пострадавшим от насилия, если говорим о медицинском обследовании и правовой помощи, тут хотелось бы сказать, что вам, как педагогам-психологам, важно знать тот момент, что ребенок и во время медицинского обследования, и после него, и во время всех правовых процедур, допроса, опросов, он в это время испытывает вторичную травматизацию, то есть он заново погружается в эти события, он заново их переживает. Поэтому вот эти моменты вы как психологи тоже можете с ребенком отработать, чтобы он проговорил эти переживания. Основная работа психолога с жертвами насилия заключается в том, чтобы убрать чувство вины у жертвы насилия и переложить ее на насильника. Всегда виноват тот, кто совершает насилие, ты ни в чем не виноват. И второй важный момент – это дать ребенку ощущение того, что эта ситуация закончится, что вот эти переживания, они когда-то закончатся, потому что ребенку кажется, что он теперь будет с этим жить всю жизнь. Очень важно работать с последствиями посттравматического стрессового расстройства и поддерживать с ребенком доверительный контакт, чтобы он мог выговариваться и проговаривать все, что он испытывает, потому что это очень важный момент психологической отработки вот этих всех последствий сексуального насилия. На этом я буду завершать, у нас регламент, время, и если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, пишите, я постараюсь на них ответить. У меня есть вопрос. Подключаются к работе с травмой психологи школ
Или это все-таки должны быть какие-то медицинские, клинические психологи, врачи-психиатры? Работа с посттравматическим стрессовым расстройством жертвы насилия – это уже, можно так сказать, второй этап работы. Первый этап – это вот убираем чувство вины, устанавливаем конечность этих переживаний. И в этом плане вот на первой стадии это помощь тех психологов, к кому ребенок обратился. Будь то школьный психолог, да, или психолог, которого мама записала, да, например, там, куда-то еще. А вот с посттравматическим стрессовым расстройством обычно уже тут подключаются психотерапевты по работе, потому что это более глубокая, более длительная по времени работа. Вот, и она уже идет вслед за той работой, когда проведен первый этап по отработке острых реакций ребенка. Ну, все-таки вот, слушая ваше выступление, хотелось бы уйти от физиологической составляющей и как-то выйти на духовную линию, что все-таки вот говорим мы о доверительных отношениях, да, а это все-таки поделиться тем, что у тебя на душе, с тем, кому ты близок, да, кто тебе дорог. И вот в этой связи хотелось бы слово передать отцу Максиму, чтобы вот мы как-то все-таки о душе поговорили в этой ситуации. Благодарю Юлию Валентиновну за то, что вы тему поднимаете, и благодарю вообще в целом за приглашение. Оно свидетельствует о том, что у нас есть понимание очень важно. У нас есть понимание того, что без Бога мы эту проблему не решим. Ведь вообще само понятие любви, понятие семьи – это божественное творение. И сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил. То есть Господь изначально создает человека как два пола. Само слово пола, но и говорит, что мы как бы половинки, да, то есть мы несем полноту человеческой природы, но мы друг без друга не можем, мы дополняем. Поэтому действительно понять эту ситуацию и, соответственно, исправить можно только при обращении. И вот люди там в райском саду и согрешили, то есть они отступили от Творца. То есть первая измена, которая была, это была измена Создателя. Они съели запретный плод. Кстати, вопреки распространенным мифам, это было вовсе не то, что они вступили в связь интимную. Библия об этом говорит очень целомудренно. Да? Адам познал Еву. И первая заповедь Божия – это как раз плодитесь и размножайтесь. Поэтому в этом греха нет, если это делается в рамках именно брака. Но вот человек от Бога отступил, и он повредился. Он повредился, поэтому его и тянет к греху, в том числе и в данном сфере. А сила пола, сила любви, она вообще в человеке вторая по значимости после любви к Богу. Поэтому, чтобы ее сбалансировать, вот, чтобы эту проблему преступности в половой сфере решить, надо, по большому счету, противопоставить только одну силу, которая больше. Это любовь. А вере, естественно, научить нельзя. Вере можно только поделиться. Вере нельзя заставить. Веру нельзя так просто преподать. Можно поделиться с тем, кто готов ее принять. Поэтому я и благодарен за то, что мы с вами вместе, и об этом сегодня говорим, что мы сотрудничаем. Вместе ведем это дело. Немножко забегая вперед, хочется сказать, что, естественно, мы готовы работать со всеми образовательными организациями, но это зависит от приглашений, то есть от желания педагогов, психологов, родителей, руководителей приглашать нас для участия. Если Божье Слово будет звучать, тогда действительно ситуация будет во многом меняться. И так не хочется называть это холодными словами, как в законе, религиозная пропаганда. Это не религиозная пропаганда. Это жизнь. Мы делимся жизнью, мы делимся верой, мы делимся любовью. Я думаю, что никакого закона это не нарушает. В Ветхом Завете Господь давал определенные заповеди, которые как раз людям помогали сдерживать свои греховные порывы. Это заповедь о целомудрии. Из уст Адама она звучит, да? Вот жена моя, плоть от плоти моей, да будут двое в плоти едину, ставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Что, то есть добрачное целомудрие, безусловно. Потому что мужчина и женщина, соединяясь, они соединяются не на какое-то мгновение, они всегда, по сути дела, и телом, и душой. Поэтому здесь брак должен быть один раз на всю жизнь. Даже с точки зрения церкви, скажем, повторный и третичный брак – это уже снисхождение к человеческой немощи.
брак изначально задуман как брак один раз на всю жизнь. Соответственно, заповедь не прелюбодействуй, то есть не изменяй, да, сохрани верность навсегда. И только одно основание есть настоящее для расторжения брака – это измена другой стороны. Во всех остальных случаях говорится, что надо не просто терпеть, не просто переносить, а надо побеждать. Вот это часто люди спрашивают, ну а как же теперь тут, скажем, в семье там насилие, допустим, человек злоупотребляет алкоголем. Вот, неужели это все надо терпеть? Не просто терпеть, а побеждать. Потому что все возможно верующим. По вере вашей допустим. Молитва и покаяние самого человека, оно творит великие чудеса. Это заповедь чти отца и мать, и благо тебе будет, и долго проживешь на земле. Вот, неизбывный пример, который часто привожу, это слова одной бабушки о том, что у нее из 4 детей счастливый брак, ну, по крайней мере, такой устойчивый на всю жизнь, сложился у одной дочери, которая единственная у них с отцом попросила благословения на брак. То есть не просто вот сама захотела и вышла замуж, а посоветовалась с родителями. Вот она и, собственно, в браке-то всю жизнь прожила. Поэтому очень важно вот это почтение к родителям. А оно тоже имеет именно духовное основание. Бог так велит. Раз Господь так велит, то, естественно, и детям это говорит. А детям мы можем сказать по-настоящему тогда, когда мы сами делаем. Ведь, рассуждая о преступлениях в этой сфере, давайте посмотрим на статистику. У нас на 100 браков сегодня 60-65 разводов. У нас 70-80% населения по соцопросам не видят ничего плохого, скажем, в сожительстве, там, в том, что надо до брака обязательно попробовать человека. Если человек – это не пирожное, попробовать нельзя. Вот. И, естественно, как мы можем детей научить целомудрию, если мы сами этого не держимся? Поэтому человек, только придя вот к вере, к настоящей, к истине, он сам обретает внутри вот эту твердую нравственную стойкость, он понимает, почему это нельзя. Потому что грех отделяет тебя от Бога. Да? И блуд, он тебя от самого Творца отталкивает. Вот. Тогда мы детям можем тоже твердо сказать. И, кстати, с еще одной сферы у нас сегодня даже ситуация, пожалуй, не 78, это все 90%. Это различные гороскопы, гадания, магические вещи. Вот сейчас Новый год, опять, значит, будут очередные быки, бараны, свиньи и прочие крысы. Вот. А ведь это, с точки зрения духовной, это блуд. Это измена единому Богу. Это кумиры, идолы, то есть это не истинные боги, которым люди поклоняются. То есть вместо того, чтобы пойти в храм, новогодним молебным, да, поблагодарить за прошедший год, какой бы он ни был, встретить будущий, вот эти суеверия, примет о том, что вот как съешь там какую-то сожженную салфетку, так годы и пройдет. Ну а по плодам их познаете их. Хороший прошедший год, который многие встречались с поклонением крысе, он хорошо показал. Да? Чего нам ждать от этих. Поэтому верность Богу единому, строгая верность духовная, она, естественно, ведет и к верности всем. Ну, еще одну заповедь вот хочется упомянуть, это матерная брань. Не лги, не произнеси мне Божьего напрасно, это из 10 еще заповедей Ветхого Завета. Матерная брань – это брань, которая как раз в словесной форме, в кощунственной форме изображает акт соединения, да, соития мужчин и женщин. Поэтому матерная брань у нас состоит в современном русском языке всего из 3 слов. Во много раз обозначает мужчину, женщину, а третье – это любовь, в результате которой на свет появляется. Поэтому, а матом сегодня ругается 65% населения, 2/3. Чувствуете, как цифра совпадает с цифрой развода, практически одно и то же. Я думаю, что это не случайно. Поэтому, естественно, кто научился управлять своим языком, тот научился управлять и всей своей жизнью, тот научился управлять своими желаниями, да? И он уже не бежит, там, не бегает по чужим постелям, а, естественно, он хранит верность, воспитывает своих детей, несет ответственность за того человека, которому он когда-то сказал: я тебя люблю, и давай мы с тобой будем вместе всю жизнь. Это запреты, они нужны нам. Без запретов мы не можем, и дети могут уже. Ну а что же нас учит любви? Потому что любовь – это не запрет, любовь – это, наоборот, то, что вот как бы выходит за рамки вот этой греховной области и устремляется к небу. Она бесконечна, у нее нет пределов, она законом не описывается. Таким источником любви является сам. И мы с ним соединяемся, ну, постом, например, как раз воздержание. Это очень важно, у детей сегодня плохо учат воздержание. Воздержание в пище, между прочим, а чревоугодие и блуд, они очень тесно связаны вот, в своей аскетической основе. Поэтому он научился воздержанию в пищу, значит, уже наполовину прочей страсти победил. Сейчас рождественский пост идет. Всего у нас постов 200 дней в году, большая часть года. Ну, больше или меньшей степени строгости. Почему-то родители очень боятся детей приучать к посту. А надо бы. Святых людей от утробы матери приучать к посту. Сергий Радонежский грудь материнскую не брал, когда родился на свет. Потому что мама
уже в процессе вынашивания его приучала к воздержанию. Это молитва, естественно. Естественно, молишься, значит, соединяешься с Богом, значит, черпаешь от Него эту энергию любви. Как один мужчина сказал, говорит, а почему разводиться нельзя? А если чувства остыли? Если чувства остыли, их надо возгреть. Для того у нас есть молитва, да, и общение с Богом, чтобы не быть рабом своих чувств. Кстати, это и есть настоящая свобода. Это не быть рабом своим желаниям, не бегать там за другими юбками, а подчинять свое сердце своему разуму, управлять своим сердцем. Вот она свобода. Молись, и глядишь, и оживут твои умершие чувства. Ну, богослужение, естественно, да, молитва не только своя, молитва в храме, таинство. Вот это очень важно, что наша вера – это не просто набор жизненных правил, это соединение с Богом. То, которое мы не можем сами сделать, если он к нам не пойдет навстречу. Поэтому вот в крещении, в покаянии, в причащении мы получаем ту самую благодатную силу Божию, которая развязывает в нас вот эти все наши собственные рукописания согрешений, да, все наши узелочки, так сказать. Вот, и освобождает нас для любви, для радости. Это Писание священное, которое надо писать, читать ежедневно. И ни с каким человеческим словом оно не сравнится. Это вера, которую мы оттуда черпаем. Ведь что наша вера говорит? Мы верим в Бога Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа. Это значит, любовь, как образ семьи, да, она на небесах находится, так и заключается на небесах. Потому что Бог создал семью как отображение самого себя. То есть 3 человека, вот минимальная модель семьи, да, отец, мать и ребенок, это и есть отображение Святой Троицы. Это вера в Боговоплощение, в Иисуса Христа, как Сына Божьего, в Бога явившегося во плоти. Это вера в Пресвятую Богородицу, непорочное зачатие. Вот Евангелие от Луки, почитайте, пожалуйста, как об этом трепетно говорится, как является архангел Гавриил и об этом говорит. А когда у нас перед глазами есть образ Пресвятой Божьей Матери, святых, подвижников, ангелов, монахов, тогда, естественно, мы так или иначе даже в своей жизни, да, даже в семейной, мы к этому образу стремимся, тянемся. Вот. А зачатие, вот я даже прочитаю, сейчас пока мы беседовали, 23-24 стихи, 1 глава Евангелия Захарию и Елизавету. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой, когда ему ангел сказал, что у него родится сын. И после сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась месяц 5, говорила тогда. Видите, то есть благоговейным молчанием эта тема обходится, потому что действительно не обо всем надо говорить, что-то надо обходить благоговейным молчанием. Любовь – это тайна, и она не всегда должна раздеваться перед всеми на показ и исследоваться. Ну и еще одно хотелось бы сказать. Вот очень важно, что даже набор всех этих правил, заповедей и желания постичь Бога – это недостаточно для понимания тайны семьи. Вот Петерим Сорокин, наш земляк, он очень хорошо писал о том, что наше время – это время эгоизма. И о том, что люди-то на самом деле тянутся к альтруизму, да, к любви не только к своим кровным, вообще ко всем. И семья очень часто тоже превращается в островок эгоизма. Обратите внимание, сегодня 70% населения говорит о том, что это самое главное в жизни. Ну и те же самые 70%, естественно, не разводятся. Ну не те же самые, но цифры совпадают. Так в том-то и ошибка. Вот в этом состоит одна из ключевых духовных ошибок. То, что мы семью стали воспринимать как предельную ценность в нашей жизни. Конечную ценность, высшую ценность. Это очень часто говорится в различных совещаниях о том, что дороже этого нет ничего на земле, о том, что дети – это самое главное в жизни, о том, что дети – это цель брака. Есть браки, в том числе в библейской истории, которые были без детей. Не можно сказать, что они были бесплодны, род они приносили превосходный. Семья – это школа, семья – это путь, это лестница. Она все равно заканчивается с нашей смертью. Мы здесь все смертны, здесь, конечно, нас ждет суд Божий. И сам по себе брак, он не перейдет в Царство Небесное. В Царство Небесное перейдут плоды его. Это любовь, то есть способность любить. А любовь – это не что иное, как умение отказываться от себя, жертвовать собой, да, ради соединения с другим. Это радость, это мир, это терпение, это смирение, это милосердие, кротость, воздержание, вера. Вот эти вот духовные плоды, они как раз и взращиваются в семье. Поэтому мы должны к семье относиться как, ну, в каком-то смысле по отношению к Богу, как средство. Вот тогда она будет цельной. Тогда мы будем понимать, да, а где я еще научусь терпению? Вот я вспоминаю одну женщину, ну, наверное, из всех светлых людей самых в жизни, вот она в 5-ку-то войдет точно. Как солнышко всегда сияет, и не только мне это кажется, люди так. Вот. Она всю жизнь терпела пьющего мужа. И до конца жизни вот тащила на своих плечах, так сказать. Он покаялся перед смертью, к Богу пришел. Но ее это не раздавило. То есть она это сделала не поражением своим, а наоборот победой. Она его победила, то есть к вере привела. И она превратила это в свою вот внутреннюю радость. Она людям стала нести свет. Она пришла к покаянию. Покаяние – это очень важный поворот.
да, от земли к небу. Поэтому Господь нас ведет к настоящей семье, с большой буквы, это к церкви. Церковь – это люди, соединенные в Боге. Тот, кто исполняет волю Божию, говорит: Господь, вот мне брат и сестра и мать. К такой, к небесной, к духовной семье. Кто мой ближний, спрашивает человек. Господь рассказывает притчу, которая показывает, что ближний – это тот, кто нуждается в твоей помощи, не обязательно твой родственник. Вообще бедный, одинокий, больной человек. И вот эта вот любовь к людям, она на самом деле начинает по-настоящему нам открывать глаза на семью. Что семья действительно это ценность, ее надо беречь и очень трепетно. Потому что она нас этому всему учит. Вот. Ну, про аборт уже сегодня говорилось, я только поддержу то, что говорила Галина Ивановна. Да, это грех, это большое зло, к тому же, которое еще из бюджета финансируется, из нашего. Сколько бы их ни было, мало или много, это всегда плохо. Поэтому мы не сможем детям сказать вообще ничего настоящего о нравственности, о душе и о жизни, если мы твердо для себя решили, что мы никогда не будем этого делать. Потому что человек – это ценность, это Божий образ, и заповедь «не убей», она должна быть безусловно. Вопрос рождаемости. Сегодня у нас, напомню, 1,5 ребенка в среднем на женщину рождается в стране. Чтобы страна просто не вымирала, должно быть 2,5. Чтобы как-то более-менее развивалась, того больше. Вопрос это не экономический, пожалуйста, не кивайте на экономику. Наоборот, чем больше денег, тем меньше детей. Это известная закономерность. На Германию посмотрите. Она в 4 раза богаче живет, а детей там еще в 1,5 раза меньше. Поэтому, естественно, детей учить служению, отдаче, такой вот взаимной поддержке. Значит, ну, разные бывают ситуации, да, но, как правило, чтобы это не зависело от нашего эгоизма. То есть их должно быть, ну, сколько там, 2, 3 и так далее. А не то, что люди живут ради своего наслаждения, так сказать, да, в сожительстве. И какие уж там дети. Вот. Но есть предложения, я их потом запишем, только Министерство образования и вообще школам и образовательным организациям хотелось бы сказать, что активно приглашают. Не бойтесь, вот я очень уважаю тех педагогов, руководителей, которые не столько вычитывают законы, а которые понимают, что детям это надо, говорят, как одна женщина сказала, я даже процитирую, она говорит: ой, пускай, говорит, лучше мы в историю войдем как мученики, но я знаю, что моим ученикам это надо, поэтому приходите, вся ответственность там. Вот. И мы отлично с этой школой работаем, идем, я радуюсь, потому что вижу, как дети слушают, им хочется еще, им еще не испорченными душами, хочется слышать это слово правды. И вот, и дай Бог, есть это. Вот. Слова в качестве домашнего задания, поразгадывайте слова загадки семьи. Вот про слово «пол» мы уже сказали, слово «брак» тоже одно из странных таких слов, слово «супруги», слово «невеста», «неведущая», да, как раз вот эта девственность. Но одно слово я напомню, что оно означает, которое сегодня тоже неправильно понимается. Это слово «семья». Оно происходит не от числительного «семь», местоимения «я», это один как раз из характерных мифов современности, от слова «семя», а это слово из Евангелия. Христос накануне своего распятия говорит, что я как пшеничное зерно. Если оно вот пойдет в землю, если не умрет, то не даст никакого плода. Зерно должно умереть, чтобы дать новый плод. Как картошка гниет, да, чтобы родить свою семью. Также человек, если он не умрет для своей гордыни, для своего эгоизма, если не научится жертвовать и служить, никакой семьи, никакой любви. Вот. Ну и последнее, что я хотел сказать, потому что мы все-таки с психологами говорим. Вот. Я знаю, что психологи ищут правды истины, ищут радости, ищут любви в книжках, в разных учениях и так далее. Поэтому я приглашаю всех психологов, вот от глубины души. Вы знаете, психология – это дочка аскетики. И то, что вот вы ищете, это вы хорошо ищете, и правильно ищете. И то, что хотите людям нести эту правду, это прекрасно, и помоги вам Господь. Но если вы хотите разобраться в этом всем по-настоящему, вот все, что сейчас говорится о самопознании, самореализации, о подсознании, визуализации, материализации, о радости там, и так далее, вот придите к Богу. Читайте святых отцов. Они это все уже исследовали, разобрали досконально уже 1500 лет назад и больше. Все известно. Вот. И там найдете по-настоящему. И после этого все психологические книжки, я их не отвергаю. Как дорога, они тоже могут быть полезны. Но по сравнению со святыми отцами вы скажете: Господи, это же детские кружки. Вот она истина. И тогда вы сможете нести. И вот тогда вы сможете нести, вы сможете людям нести, окружающим, своим воспитанникам, родителям, учителям и так далее. Вы сможете эти встречи организовать. Если один человек придет к Богу, по слову Серафима Саровского, он уже вокруг себя тысячи спасет. Ну, а учитывая число наших участников, вот умножим как раз на 1000 хотя бы, мы уже получим почти треть нашей республики. Вот мы, собственно, и спаслись. Благодарю.
Спасибо. Да, конечно. Пожалуйста. Я в продолжении вот этой темы, которая меня, например, очень волновала, про аборты. Знаете, я сегодня так порадовалась, когда увидела о таком серьезном снижении количества абортов. Это ведь не случайная цифра. Что-то вот вдруг произошло, и нет, это так планомерная и очень непростая, очень такая системная работа, в том числе отца Максима. И помните, отец Максим, когда мы с вами эту тему подняли на площадке Общественной палаты, вопрос о том, чтобы установить памятник нерожденному ребенку, я, честно сказать, была не готова вдруг к такому агрессивному даже отпору. Зачем? Понимаете, вот все, кто сегодня так или иначе связан с рождением ребенка, с появлением человека на земле, и вы принимаете в этом участие, надо очень осторожно владеть и теми технологиями, и словесными, и вербальными, и всякими, когда мы речь ведем, особенно решая судьбу нерожденного ребенка. Ребенок должен появиться, если Господь Бог его дал. Никакие аргументы, что это от насильника, это и так далее, это от лукавого такие аргументы. Что сегодня сделано, то дало уже плоды. Мы на самом деле только тогда людьми остаемся, когда мы не можем уничтожать кого-то, а тем более уничтожать ребенка. Мы на медицинском языке называем эмбрион, а он ведь человек. Он же там человечек. Вот до детей это очень важно донести ответственность. Со стороны родителей должна быть, чтобы они, мамы, которые говорят, нет, ты давай все, раз случилось так, давай мы, чтобы не портить себе судьбу, давай там ударим. Мама так далека, наверное, от того, о чем сейчас говорил отец Максим, да? Это очень страшно, поэтому надо понимать духовную силу нашего слова, и надо иметь право на эту духовную силу, и поэтому каждый раз, слушая отца Максима, я опять прихожу к мысли, Боже мой, каждый день надо читать Святое Евангелие, надо читать о том, что твою душу будет очищать, поскольку мы очень быстро, живя в этом мире, на самом деле как бы прилипает к нам очень много негативного, а что у нас в душе, с тем мы идем к людям. А мы сегодня говорим о детях, а мы говорим о нашем будущем, а мы сегодня очень хотим, чтобы нас по ту сторону услышали, были с нами солидарны и очень осторожно, подходя вот к этой теме, берегли детей. Мы сегодня говорили именно о сексуальности, о том страшном явлении, которое имеет место в жизни быть. Но если вот так объединиться, как это сделал отец Максим, объединяя вокруг себя единомышленников и получая результат, то мы с вами и с этой бедой потихонечку справимся. Потому что карать есть кому, да? Профилактировать есть кому, сделать так, чтобы вот эта такая, знаете, потребность была беречь ребенка, душу его, чтобы у взрослого человека на это крохотное создание любого уровня было, вот, знаете, такое ощущение, что нельзя, это табу, это страшно сделать. Ну, конечно, вот эти мамочки на конкурс, разрисовывая своих детей, фактически преступники. Я по-другому никак не называю. Я вообще против вот этих конкурсов. Даже против этого замечательного конкурса таланта, когда мы все восхищаемся, я его не смотрю. Я понимаю, что такая идет деформация, такая страшная бездуховность присутствует во всем этом. И так тревожно за этого ребенка. Ну и, наверное, вы убеждаетесь в том, сколько талантливых детей, которые приняли участие в фильмах и так далее, и так далее. А когда их судьбу дальше прослеживаешь, а что случилось? А эти дети не состоялись, они спились, они ими восхищается до сих пор, зритель смотрит старые фильмы, а в жизни его уже нет, он уже погиб. Так вот, намного серьезнее, глубже, значимее тот вопрос, о котором мы сегодня говорили. Я, конечно, очень благодарна коллегам, мне так приятно видеть грамотных профессионалов, влюбленных в свое дело, но мы не случайно вами собрались за этим столом. Очень много полезного для себя получила. Я думаю, что надо вот и дальше слово взаимодействие должно быть ключевым принципом в работе нас всех. Поэтому
разные площадки должны работать вот в таком режиме. Спасибо. Коллеги, есть еще что сказать и дополнить? Ввести итог. Уважаемые коллеги, спасибо, что сегодня вы собрались и нашли время обсудить такую важную тему. Еще раз напомню всем, кто нас слушает сегодня, ваши предложения, пожалуйста, присылайте нам. Обязательно мы учтем их в планировании нашей дальнейшей деятельности и нашего сотрудничества. А сейчас мы с вами уходим на перерыв на полчаса. И после этого времени продолжим нашу работу. То есть в час мы встречаемся с вами вновь. До связи. Это уже будет без нас. Это будет без вас. Без вас. Спасибо, коллеги. Коллеги, спасибо.